Уважаемые коллеги, всем добрый день, доброе утро. Мы начинаем работу Республиканского методического объединения педагогов, психологов и социальных педагогов системы образования Республики Коми. Первоначально хотела бы у вас уточнить, кто из специалистов органов управления образования присутствует. Пожалуйста, откликнитесь, чтобы я знала, кто у нас молодец, с кем нужно будет поработать. Именно специалисты органов управления образования. Пожалуйста, откликнитесь. Напишите, что управление образования, например, Воркута присутствует. Молодцы. Органы управления образования Республики Коми в лице Воркуты присутствуют только, да? Усинск вижу. Добрым утром. Печора. Воркута, Усинск, Печора. В процессе нашего общения, пожалуйста, откликнитесь органу управления образования. И с самого начала нашего заседания, которое будет сегодня посвящено вопросам государственной итоговой аттестации и профориентации обучающихся, хотелось бы все-таки обратить ваше внимание, как специалистов в области психологии, что на прошлой неделе я присутствовала на вебинаре, на совещании, скажем так, нештатных педагогов-психологов России, и там были обозначены следующие опорные моменты, которые нужно будет иметь в виду при организации работы в этом году, 2021, и уже при переходе в новый учебный год. Основополагающим документом, который будет для нас ведущим в нашем профессиональном будущем, это план реализации мероприятий, посвященных десятилетию детства до 2027 года включительно. Это правительственное распоряжение номер 122-Р от 23 января 2021 года. И там очень много пунктов, которые посвящены психолого-педагогическому сопровождению. Кроме того, Лариса Павловна Фальковская обозначила такую задачу для психологических служб регионов, чтобы мы строго придерживались реализации статьи 42 Закона об образовании. То есть образовательные организации эту статью должны четко выполнять. Кроме того, было сказано на этом совещании о том, что в ближайшем будущем будут уже окончательно, скажем так, рецензированы методические рекомендации по развитию служб психологических, которые вы рецензировали весной 2020 года. И в этих методических рекомендациях есть пункты, которые касаются нормативов обучающихся на единицу штатного педагога-психологов. Очень ждем эти методические рекомендации и сказали, что в ближайшем будущем они будут до нас доведены. И в этой связи будет организован мониторинг реализации методических рекомендаций. То есть, почему я сейчас спрашиваю, есть ли специалисты органов управления образования в наличии, хотелось бы, чтобы до вас была эта информация доведена в плане того, что психологам будет уделена с этого года такое внимание со стороны властей федерального уровня. И президент даже, насколько я поняла, дал поручение о том, чтобы обеспечить развитие психологических служб и обеспечить психологическое здоровье обучающихся. Поручение президента, соответственно, уже дальше пошло по ступенькам спускаться это поручение к нам. Так что имейте в виду, что в ближайшем будущем будет
доведены будут методические рекомендации до вас, соответственно, будет мониторинг реализации этих методических рекомендаций. Дальше в рамках этого мониторинга планируется провести мониторинг заработной платы педагогов-психологов, чтобы определить среднюю температуру по региону, по России и отрегулировать эти моменты каким-то образом. Я задала вопрос о пенсиях. Этот вопрос тоже будет решаться весной на коллегии всероссийской субъектов Российской Федерации. И думаю, что этот вопрос будет решен, и какие-то соглашения с Минтруда тоже будут сделаны. Хотелось бы, по крайней мере, чтобы это было так. Дальше, кроме того, что будет различного рода мониторинговая деятельность внедрена в нашу жизнь без того сложную, будет еще и такое направление реализовано, как повышение квалификации педагогов-психологов. И ежегодно, начиная уже с 2021 года, 3000 педагогов-психологов по России будут обучены на федеральном уровне. Это такая у нас задача стоит перед психологической службой, чтобы определить нуждающихся педагогов-психологов, которые в первую очередь будут проходить квалификационные курсы именно с участием федеральных институтов. Вот то, что было на совещании. Кроме того, было совещание по социально-психологическому тестированию, и мы с вами поучаствовали уже в мониторинге качества проведения социально-психологического исследования нашего, и огромнейшая благодарность тем, которые включились в эту работу активно. В этом году у нас 85% обучающихся прошли социально-психологическое тестирование, это очень много, это региональная норма, наша 85%. То есть очень хорошо, вы больше молодцы, чем еще в прошлом году, и так постарались, что вам за это огромнейшая благодарность от лица нашего центра, в частности. Мы просто рады, что вы столько сил вложили в это дело. А также было на совещании поднято такое небольшое волнение по поводу социально-психологического тестирования, что его надо немножко дорабатывать и модернизировать. И эта модернизация поручена Уральскому университету. Потому что в ближайшем будущем будут дальнейшие введены модернизация, это социально-психологическое тестирование, нас оно в покое в ближайшее время не оставит. Кроме того, хотелось еще сказать, что вчера выслали вам проекты алгоритмов действий педагогических работников в ситуации аутоагрессивного поведения. Пожалуйста, важно нам знать ваше мнение, ваши коррективы, ваши правки в эти документы, чтобы эти алгоритмы были действенные и практика такие ориентированные. Письмом об итогах РМО 5-го, предыдущего, вчера были высланы проекты алгоритмов. Пожалуйста, в органах управления образования спрашивайте, если до вас не дойдет это письмо. И в свободной форме ваши правки на наш адрес отдел pps@mail.ru. Эти свои замечания, предложения высылайте. Мы будем очень рады в нашей совместной работе. По итогам нашей совместной работы будет разработан региональный регламентирующий документ, который будем руководствоваться в подобных ситуациях. Кроме того, приложен перечень психодиагностических методик, которые можно использовать для выявления склонности к аутоагрессивному поведению, суицидальному поведению. Тоже обратите на это внимание, чтобы методики были практикоориентированные, действенные, простые в использовании, по возможности автоматизированные. У нас есть 5 автоматизированных методик, которые мы используем уже с 2013 года. Может быть, есть еще у кого-то в арсенале какие-то методики другие, которые можно было бы активно применять. Напоминаю, что мониторинг
и выявление группы риска будет проходить дважды в год, соответственно, октябрь и апрель. И вот эти методики нужно будет использовать и в октябре, и в апреле, чтобы нам с вами, скажем так, нагрузку распределить равномерно. Пожалуйста, со вниманием отнеситесь к тому, какие методики нужно включить для того, чтобы выявлять группу риска по аутоагрессивному поведению. Это очень важно. Так, еще напоминаю, особенно для тех специалистов органов управления образования, которые присутствуют и не присутствуют, с этого года мы объединяем разделы мониторинга по профилактике различных девиаций, и будет один мониторинг, но такой комплексный, который будет включать все разделы профилактики, в том числе состояние работы по профилактике суицидов, по другим девиациям, агрессивному поведению, медиации нашей дорогой любимой и эффективности профилактической деятельности. Все это будет в одном, и нужно будет его заполнить до 20 мая, чтобы мы с вами к концу учебного года были свободны. Мониторинг будет выслан в ближайшее время, и в этой связи мы с вами ждем эти документы, работаем активно в промежутках между заседаниями. Так быстро летит время, вроде бы как было совсем недавно заседание предыдущее, посвященное аутоагрессивному поведению, а сегодня мы с вами разговариваем о том, каким образом сопровождать обучающихся в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации, различным мероприятиям, которые касаются именно государственной итоговой аттестации. Вы прекрасно знаете, что у нас в 9 классах приходит ОГЭ и в 11 классах ЕГЭ. Если это дети с какими-то ограниченными возможностями здоровья, они могут проходить эти экзаменационные испытания в облегченной форме с учетом их специальных образовательных особенностей и с учетом создания для них особых образовательных условий. Нужно сказать, что вот если окунуться в историю, мы, в принципе, уже около 20 лет вращаемся вокруг этих экзаменационных испытаний. У нас с 2004 года работает Республиканский региональный центр, который возглавляет сейчас Олег Васильевич Попов, и хотелось бы предоставить ему слово, чтобы он нас погрузил в тему государственной итоговой аттестации и познакомил нас со своей работой центра. Вам слово, Олег Васильевич. Уважаемые коллеги, добрый день. Очень рад всех приветствовать на таком большом совещании. Сегодня я вам немножко расскажу, что такое ЕГЭ, что такое ОГЭ, и немножко затронем тему всероссийских проверочных работ, так как она у нас одна из самых массовых процедур в плане оценки качества и по массовости превышает ЕГЭ и ОГЭ за последние несколько лет. Сейчас я подключу презентацию. Уважаемые коллеги, основная функция нашего центра заключается в организационно-технологическом сопровождении государственной итоговой аттестации как в 9, так и в 11 классах, а также сопровождении всех оценочных процедур, которые реализуются на территории Республики Коми. Немножко расскажу про саму систему оценки качества образования. На слайде она представлена и дает нам возможность получить представление о многообразие оценочных процедур, которые вообще существуют на территории Республики Коми. Но сегодня мы остановимся только на 3. Это ОГЭ, ЕГЭ и всероссийские проверочные работы. Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в форме основного государственного экзамена с использованием контрольно-измерительных материалов, разработанных в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. В 9 классе ребятам необходимо сдать 4 экзамена. Русский язык, математика и 2 предмета по выбору для того, чтобы получить аттестат. Особенность этого года является то, что девятиклассникам нужно сдать всего 2 экзамена. Это русский язык и математика, и написать контрольную работу по одному из предметов, которые выберет ребенок сам.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов есть право выбора формы сдачи государственной итоговой аттестации. Для данной категории предусмотрена возможность сдачи экзамена в форме государственного выпускного экзамена. Данная экзаменационная работа разрабатывается с учетом психофизических особенностей развития детей и имеет свои маркировки. Для лиц с ОГЗ, детей-инвалидов при подаче заявления в выборе формы необходимо предоставить справку МСЭ или заключение ПМПК. Для данной категории участников при проведении экзамена создаются специальные условия, учитывающие их психофизические особенности. Результаты экзаменов 9 классов влияют на отметки, выставленные в аттестат об основном общем образовании. В случае, если же у нас ребенок получает неудовлетворительный результат в основной день, у него есть право пересдать данный предмет в резервные дни. Но если он набирает 2 двойки, скажем так, то право пересдачи у него наступает только уже в сентябре. Поступление в учреждение среднего профессионального образования осуществляется у нас на основе средней отметки аттестата. Результаты экзаменов здесь не учитываются. По нашей статистике 50% девятиклассников продолжают обучение в 10 и 11 классах, а остальные практически полностью поступают в учреждение среднего профессионального образования. Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится в форме единого государственного экзамена с использованием контрольно-измерительных материалов, также разработанных в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Для получения аттестата выпускникам 11 классов необходимо сдать успешные экзамены по русскому языку и математике на базовом или профильном уровне. Результаты ЕГЭ являются также вступительными экзаменами в высшие учебные заведения. Так же, как и для девятиклассников, для выпускников 11 классов с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата возможно пройти экзамен в форме ГВЭ. Отличительная особенность этого года заключается в том, что для получения аттестата все выпускники 11 классов в этом году только могут выбрать для сдачи экзамена форму ГВЭ. А для тех, которые планируют поступать и продолжать обучение в высших учебных заведениях, достаточно получить положительный результат ЕГЭ по русскому языку. Так же, как и у девятиклассников, у выпускников 11 классов имеется право на пересдачу неудовлетворительных отметок. По нашей статистике, количество не получивших аттестат в 11 классе по всей республике не превышает 1%. На сегодняшний день, как на республиканском, так и на федеральном уровне, проводится очень широкая информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений. Для выпускников школ ежегодно проходят различные акции, которые направлены на снятие психологического напряжения, которые показывают детям, как сама процедура не сложна и не страшна. Ежегодно также на региональном уровне разрабатываются памятки участников экзаменов, в которых мы пытаемся коротко, но очень ясно изложить все особенности проведения экзаменов, получения результатов, правила пересдачи в случае неудовлетворительности результатов. Сама процедура, конечно, экзамена очень волнительна для участников. С первыми волнениями участники сталкиваются уже на входе в пункт проведения экзамена. Вход в пункт происходит не ранее 9 утра. Согласно порядкам проведения государственной итоговой аттестации, при входе в пункт проведения экзамена организатор совместно с сотрудниками органов внутренних дел проверяет документы, удостоверяющие личность, и с помощью стационарных или переносных металлоискателей проверяет участника на наличие запрещенных средств связи. Так как у нас во время сдачи единого государственного экзамена и также самого государственного экзамена и в период ГВМ иметь мобильный телефон на экзамене у нас запрещено. В поле также образовательных организаций, также на информационных стендах размещаются списки распределения участников по аудитории. Организаторы оказывают участникам содействие в перемещении по пункту проведения экзамена, сообщают участникам номера аудитории в соответствии с автоматизированным распределением и сопровождают участников экзамена до аудитории. Рассадка участников экзамена по аудитории производится компьютером в автоматизированном режиме. Проводится она буквально за один день до начала экзамена. То есть никто не знает, на какое место, в какой школе данный ребенок будет сидеть. Аудитории, в которых участники сдают экзамен, оборудуются средствами видеонаблюдения.
Процедура проведения экзамена транслируется на специализированный портал смотри.eg.ру, с использованием которого наблюдатель осуществляет контроль соблюдения требований порядка проведения экзамена. Кроме онлайн-наблюдателей, в КП могут присутствовать также представители управления по надзору и контролю в сфере образования, общественные наблюдатели. Основной меня не видно. Коллеги, можно получить обратную связь? Видно ли было презентацию и слышно ли было меня? Да, у нас возникли некоторые технические проблемы. Давайте так, тогда без презентации сейчас. Просто звук. Меня сейчас хорошо слышно? Ну вот вижу в чате плюсики. Да, давайте я тогда без презентации пока сейчас, ну, скажем так, дочитаю свой доклад, да расскажу вам. А в течение дня будет презентация, вместо, опять же, со звуком доклада наложенным и видеофайл будет предоставлен в центр, и педагога-психологам, я думаю, доведут эту информацию. Ну, еще раз о контроле хода проведения экзаменов. Да? В аудитории у нас с вами имеют право присутствовать общественные наблюдатели, а также представители управления по надзору и контролю в сфере образования. Также до начала экзамена в пунктах проведения экзаменов имеют право присутствовать представители СМИ. Во всех аудиториях пунктов проведения экзаменов создаются у нас комфортные условия для участников. В пункте осуществляется питьевой режим. Во время экзамена участники могут выйти в туалет или посетить медицинскую комнату, где находится медицинский работник, который при необходимости, соответственно, может оказать медицинскую помощь. В каждой аудитории присутствует не менее 2 организаторов, которые оказывают помощь участникам экзаменов, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, выдают черновики, а также следят за соблюдением порядка в аудитории. Перед началом экзамена организаторы проводят с участниками экзамена инструктаж, который состоит у нас из 2 частей. Первая часть проводится не ранее 9 часов 50 минут и включает в себя основные процедурные моменты. В 10 часов участникам экзамена подаются экзаменационные работы. И происходит вторая часть инструктажа, которая включает в себя правила заполнения регистрационных полей бланков и объяснения по заполнению работы. Время, отведенное на выполнение экзаменационной работы, начинает отсчитываться после того, как выполнены все регистрационные поля и организатор объявил о начале экзамена. На наш взгляд, время на выполнение каждой экзаменационной работы достаточно. И организаторы, участников экзаменов, информируют за 30 минут и за 5 минут до окончания экзаменов об окончании экзамена. Кроме того, в аудитории всегда в зоне видимости участников находятся часы, и участник может самостоятельно спланировать время выполнения экзаменационной работы. Не обязательно выполнять все задания по порядку. Во время экзамена участники имеют право выходить из аудитории в туалет и медицинскую комнату. При выходе из аудитории участники экзамена оставляют все документы, удостоверяющие экзаменационные материалы, ручки, письменные принадлежности, листы бумаги для черновиков. Все оставляется на рабочем столе. С собой ничего выносить нельзя. Правила проведения экзаменов в 11 классе аналогичны 9 классам, за исключением того, что экзаменационные материалы для ЕГЭ поступают в пункт проведения экзаменов на электронных носителях, на дисках, и в аудиториях и детях происходит расшифровка экзаменационных материалов в дисках и их тиражирование. В случае, если происходит технический сбой, то это совсем не повод для волнения участников. В каждом пункте имеется достаточное количество как резервных дисков, так и резервной техники. И начало экзамена начнется только после того, как все распечаталось. За последние несколько лет на территории Республики Коми использование данной технологии не было еще ни разу ни одного отмены экзамена либо переноса на резервные диск.
После печати экзаменационных материалов ЕГЭ они выдают участникам, и далее экзамен происходит аналогично с экзаменами в 9 класс. Во время экзамена участникам ГИА запрещается иметь при себе уведомления о регистрации на экзамене, которые выдаются в ребенок в школе, средства связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, иные средства хранения и передачи информации, так называемых программ. Как я уже сказал ранее, выносить из аудитории экзаменационные материалы нельзя, фотографировать их тоже нельзя. Также участникам экзаменов нельзя разговаривать между собой, обмениваться какими-либо материалами с другими участниками в одной и той же аудитории. Также участникам нельзя произвольно выходить из аудитории и перемещаться по ППР без сопровождения организатора на аудитории. За нарушение данных требований или отказ от их соблюдения организаторы совместно с членами ГЭК вправе удалить участника экзамена. Экзаменационная работа такого участника проверяться не будет. И право пересдачи экзамена данного, если это предмет, необходимый русский язык или математика, необходимый для получения аттестата, только будет сентябрь. А если же это предмет по выбору для поступления в высшее учебное заведение, то право пересдачи наступает только на следующий год. Также в целях защиты прав и интересов участников Республики Коми, как и на территории всей страны, создаются конфликтные комиссии по рассмотрению апелляций участников государственной торговой аттестации. Есть два вида апелляций. Апелляция нарушения установленного порядка и апелляция несогласия с установленными правами. Не входя из ПП, обучающийся может подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения дела. В конфликтной комиссии в течение 2 рабочих дней будет рассмотрена данная апелляция и вынесено решение либо об отклонении данной апелляции, либо об удовлетворении апелляции. В случае, если же конфликтная комиссия удовлетворяет апелляцию нарушения, в данном случае ребенку назначается, переносится экзамен на какой-то другой день в соответствии с расписанием. А если же конфликтная комиссия отклоняет данную апелляцию, то результат экзамена будет неизменен. После того, как ребенок получил уже результат экзамена, он имеет право в течение 2 рабочих дней подать апелляцию о несогласии с установленными баллами. Данная апелляция будет рассматриваться в течение 4 рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию. На заседании конфликтной комиссии вместе с участником экзамена может присутствовать родитель либо законный представитель. Надо также, коллеги, еще учитывать о том, что в случае подачи апелляции несогласия с выставленными баллами результат ребенка может быть неизменен, может быть повышен, но также может быть и понижен. Что касательно государственной итоговой аттестации, наверное, вот здесь все. Также хотелось сказать о всероссийских проверочных работах, так как это самая массовая у нас процедура, которая охватывает у нас обучающихся с 4 по 8, а также 10-11 классы. Количество предметов, по которым проходят всероссийские проверочные работы, у нас разные в каждой параллели, от 3 до 8. Проводятся у нас всероссийские проверочные работы. Самая главная цель – это диагностика уровня освоения учебной программы и выявление образовательных дефицитов у обучающих, что позволяет своевременно принять меры по их устранению. Учащиеся пишут ВП в своих школах, в основном на 2-3 уроке. Продолжительность проведения по разным предметам разная, составляет от 45 до 90 минут. ВП по иностранным языкам в 7-11 классах проводится на компьютерах в исключительных ответах участников. Особенности ВП это у нас, что обучающиеся 11 классов пишут всероссийские проверочные работы только по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи ЕГЭ. Отметки за всероссийские проверочные работы выставляются в журнал только по решению образовательной организации, а также для обеспечения объективности при проведении ВП организуется общественное наблюдение. В целом данная процедура уже, наверное, является очень привычной для образовательных организаций, но нельзя сказать, что к ним сложилось позитивное отношение коллеги. Просто стоит вопрос психологического настроя обучающихся.
Очень часто мы слышим, что именно учителя пугают школьников последствиями неудовлетворительного написания ЕГЭ. Это, безусловно, очень сильно пугает детей, особенно младшего возраста. Ну вот, коллеги, у меня, наверное, из доклада все. Презентация с текстом доклада будет отправлена вам дополнительно. Еще раз извиняюсь за технические неполадки. Нас никого не видно, потому что мы против света. У нас появляется новый участник нашего с вами заседания. Но перед тем, как передать слово Жанне Борисовне Кусубовой, специалисту Центра педагогу-психологу городского центра психолого-педагогического и информационно-методического и информационно-методического сопровождения, которое курирует дошкольников города Сыктывкара, хотелось бы сказать, я сейчас стою против света, вы видите мой силуэт, я надеюсь, что вы меня хорошо слышите. И то, что говорил сейчас Олег Васильевич, касается технического сопровождения государственной итоговой аттестации. Это очень важно, очень хорошо, что вы эту всю технологию знаете и ориентируетесь на то, что регламентировано по этому направлению. Но вот в чем заключается психолого-педагогическое сопровождение, когда его начинать, какие стратегии должны быть в этом психолого-педагогическом сопровождении воспитанников, обучающихся, как их подготовить к экзаменам, когда это начинать делать. Мы с вами знаем, что основополагающим в этом деле является научить детей учиться. И когда этому учить делать, как не в дошкольном возрасте. Мы знаем, что такое универсальное учебное действие, что это именно то, что помогает ребенку освоить всю образовательную программу в максимальном объеме. И хотелось бы сказать, что предпосылки развития универсальных учебных действий, они закладываются именно в дошкольном возрасте. Именно дошкольные педагоги-психологи формируют ту базу, которая будет развиваться уже в начальной школе, в основной школе. И важно иметь вот эту преемственность между дошкольниками, школьниками. И прошу обратить на это внимание. Не нужно готовиться к экзамену уже в 9 классе или в 11 классе, вдруг понять, что у нас такая стрессовая ситуация, и нужно с ней бороться. Давайте мы все-таки с дошкольного возраста поместим всех в такие спокойные условия формирования учебной готовности и желания, умения, мотивации добывать знания самостоятельно. И, пожалуйста, слово Жанне Борисовне, мы ее со вниманием будем слушать. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот. Поставьте, пожалуйста, наверное, плюсик, если меня хорошо слышно, видно. И сейчас презентацию, вот я дождусь все-таки, чтобы запустили. Можно попросить, уважаемые модераторы? Вот, все, спасибо большое. Угу. Поняла, в эту сторону. Хорошо. Вот действительно вопрос, да, сегодня день, посвященный, в принципе, работе школы. И тут вдруг детский сад. Откуда он вообще взялся? Да, вот иногда психологи задают вопрос. Я психолог школьный, зачем мне знать, что происходит в детском саду? Бывает от психологов детского сада, мы слышим по такому же вопросу. Вот я знаю вот этот период дошкольный, да, для чего мне знать, что происходит в школе? Вот как раз эти две вещи, они очень актуальны. Почему? Потому что все у нас идет взаимосвязано. Я сейчас как никогда понимаю, что испытывают родители и педагоги, психологи, учителя школы, потому что у меня дочь в этом году выпускается 11 класс. И могу сказать, что действительно очень много как бы возможностей возникает из детского сада. То есть даже сейчас, общаясь со своим ребенком, да, что-то у меня наконец все ушло, можно меня на начало вернуть? Вот. Как бы сбилась немножко, да. Значит, смотрите, вот общаясь как бы с нашими детьми, мы иногда понимаем, откуда идут корни проблемы той или иной. Вот. Ну, как недаром говорят, все родом из детства. И вот тот итог, который мы сейчас пожинаем
и видим, да, как дети эмоционально себя чувствуют. Да, я перещелкала назад опять все. Нет, я назад ушла. Вот. То есть как бы вот этот вот момент, это все оттуда. Вот давайте сначала с вами подумаем. Вообще, что такое самостоятельность? Вот в вашем понимании. Я, честно, я не знаю, кого здесь больше, дошкольников или школьников, но не будем на это тратить время. Вот попробуйте в 2 словах сформулировать, может быть, кто-то успеет написать, что такое самостоятельность. Вот мы говорим о том, что наш ребенок должен быть самостоятельным в дошкольном возрасте, в начальном школьном, да, в среднем, старшем звене или в том же самом уже участии в СПО. Что такое самостоятельность? Вот есть кто у нас там самый смелый, самый шустрый? Пару комментариев, да? Хочу, могу и делаю сам. Действительно, это, в принципе, один из компонентов. Как мы говорим по профориентации «хочу, могу, надо», вот, здесь то же самое возникает уже с позиции детского сада. Способность самому решать и сделать. Вот смотрите, одно из определений, то есть, как бы, да, что такое самостоятельность? Это способность к независимости, которая проявляется в критичности, инициативности, ответственности и сопровождается адекватной самооценкой. То есть то, что мы хотим от наших детей самостоятельности уже во взрослой жизни, вот, все имеет корни в детском саду. Немножко проведу параллель. Вот смотрите, извиняюсь, сейчас, 2 секунды. В школе вы говорите, ну, специалисты, да, об универсальных учебных действиях, о том, о чем уже заговорила Юлия Валентиновна. Личностные результаты, коммуникативные, идут у нас регулятивные и познавательные. Вот. В рамках ФГОС дошкольного образования у нас как таковых компонентов нет, да, то есть мы не говорим о регулятивных результатах, о познавательных, но если мы вот сейчас вот посмотрим, немножко вернусь еще раз на начало, посмотрите, физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками ребенок. В будущем для школьного этапа это личностный результат. Любознательный, активный. Не буду зачитывать, вы видите, и презентация у вас тоже потом в дальнейшем будет. Это личностный результат. Эмоционально отзывчивый, личностный, коммуникативные компоненты. То есть, что, как он умеет общаться, как он умеет взаимодействовать. То есть, если мы хоть и говорим о том, что у нас не существует вот именно в таком понимании, да, универсальных учебных действий в дошкольном этапе, но вся база закладывается здесь. Поэтому, хоть мы и рассмеялись с позиции того, что, да, готовим к экзамену с детского сада, вот, конечно, мы готовим не к экзаменам, готовим к жизни, вот, и это ложится в очень большую основу. То есть это надо тоже для себя как бы понимать именно для специалистов дошкольного образования. Отсюда, ну, если мы будем обобщать в полном комплекте, что какие умения должны иметь детки и в школьном возрасте, и в дошкольном, то есть самостоятельность вкладывает в себя вот данные компоненты. Вот. И одно из моментов, да, что как бы, ну, для меня как самостоятельность и в противовес серии инфантильности. Все время, вот чтобы сегодня мы, когда сейчас будем разбирать, мы понимали, о чем идет речь, на одном языке с вами говорили. Я такой пример приведу. Много лет назад, когда я получала второе высшее образование в СГУ, так случилось, что я сидела на приемной комиссии. Ну, там, мне как не я присутствовала, я ждала своего преподавателя по психологии. Вот. И за своей спиной, ну, чувствую, что подходят люди, подходит мужчина, вроде как, ну, по энергетике, поворачиваюсь, парень стоит, и стоит женщина. И женщина произносит фразу: «Мы пришли к вам поступать». Вот. И я так смотрю на преподавателей психологии, так у всех глаза, ну, что произошло? Мы пришли поступать куда? Вот. То есть скажите, где нам написать заявление, где нам сделать то-то, то-то, да? Вот. И вот эта вот позиция, то есть стоит 11-классник, то есть у него позиция самостоятельности отсутствует напрочь. Откуда? Конечно, она не появилась в 11 классе, да? То есть это уже все идет из детства. И вот мы с вами как раз сейчас немножко просмотрим, как же этапы формирования самостоятельности возникают, да? Вот в каком возрасте, я уже немножко пролистала, вот в принципе, давайте так вот цифрой попробуйте написать, как вы думаете, в каком возрасте вообще начинает формироваться самостоятельность?
Там 1 год, 2, 3, 4, 5, 6, вот как вы думаете? Угу, с рождения в 32. Так, когда сепарация, 3. Угу. Так, в большинстве сходятся на 3 годах, да? Вот смотрите, действительно, когда ребенок у нас рождается, вот с позиции самостоятельность, когда он родился, говорить о самостоятельности в данном возрасте нам все-таки не придется, потому что ребенок рождается зависимым от нас, взрослых. Да, проходит время, и он готов к определенной автономности. Но и начинается вот этап формирования и зарождения этой детской независимости. И действительно, первые как бы звоночки такого появления, оно, конечно же, идет ближе к 3 годам. Но, посмотрите, в возрасте до 3 лет должен сформироваться первый бастион самостоятельности, элементарные навыки самообслуживания. Что туда входит? Умение есть, одеваться, раздеваться, собирать вещи. Вот. Теперь, ну, у большинства, наверное, есть детки. Ну, у кого нет, он, может быть, сталкивался среди знакомых, на работе. Что происходит, когда ребенка родители отправляют в детский сад? Многие произносят фразу: вот в садике его научат одеваться, раздеваться, кушать. То есть первый навык самостоятельности, в принципе, а основной, кто у нас все-таки человек в жизни ребенка, это мы, родители, он у нас уже выпадает. И поэтому в дальнейшем, то есть вот эта накладка происходит, потому что вот первые навыки, вот именно формирования самостоятельности, вот он здесь. То есть он может раздеться. Понятно, что он не сможет расстегнуть пуговицы, но сможет расстегнуть молнию, да. Он не сможет завязать шнурки, вот, но он сможет застегнуть липучку на ботиночках. То есть вот оно. Дальше сюда же входит в рамках вот этого самообслуживания, формирования самостоятельности. Это инициатива ребенка. Что он хочет? Вы знаете, очень интересно сталкиваться, так как я психолог, ну, все-таки, скажем так, скажу так, широкого профиля, от дошкольного до школьного, вот, да, проработав и там, то есть и в школьной, и в дошкольной, как бы, стезе, могу сказать, что действительно иногда, общаясь и работая с родителями деток школьного возраста, я сталкиваюсь с тем, что они не дают детям права выбора. Вот даже элементарно, куда он хочет, пойти на какой кружок, на какую секцию, да, ну, возьмем такой глобально, даже на завтрак, что он будет есть. Я тебе приготовила кашу манную, вот ты будешь ее есть. А первый, вот посмотрите, мы опять возвращаемся, это от года до 3. Здесь первые звоночки. И если мы здесь не начинаем формировать, и мы продолжаем это в дальнейшем, говорить о определенной самостоятельности тоже приходится нам сложно. Что формирует, да, помогает формировать самостоятельность? Это любознательность, активность ребенка и стремление его к какому-то действию. Я сам. Вот то, что вы большинство написали 3 года. 3 года – это действительно позиция, когда ваш ребеночек начинает отстаивать свою точку зрения. Он начинает пробовать, что он хочет сделать сам. Но теперь давайте себя вспомним родителями или кто мы общаемся с родителями. Что происходит, когда ребенок в 3 года говорит: я хочу сам одеться, я хочу сам там, поесть что-то, я хочу сам помыть посуду. Что мы, родители, чаще всего делаем? Можно? Может быть, какая-то... Запрещаем. Абсолютно верно. А теперь давайте с вами подумаем, а почему мы запрещаем? Вот даже для себя ответьте, почему вот это запрещение? Кто-то боится, кому-то не хочется потом. Вот, абсолютно верно, кто-то написал, самому быстрее. Мне быстрее его одеть, раздеть. Мне проще это. А теперь основной вопрос, кто из нас эгоист-то? Мы или ребенок? Мы взрослые, мне так проще. Вот, но не ребенку. Мы ребенку оказываем медвежью услугу, а потом мы хотим от него самостоятельности в дальнейшем. Очень сложно, потому что... И почему я сейчас на этом такой акцент делаю? Потому что вот он начинает формировать, мы начинаем. Да, кто-то там написал, что 18 лет формируется самостоятельность. Конечно, в понятии самостоятельность, оно может быть разные компоненты. Здесь мы говорим о бытовых, о личностных каких-то началах компонента, не об учебной. И 18 это уже, в принципе, жизненный такой компонент выхода, да, вот. Но вот первые зачатки у нас здесь.
То есть это самообслуживание. И при этом в этом возрасте, уважаемые коллеги, вот нам до родителей, потому что основной аспект, мы все равно работаем с родителями, мы же не сможем с вами охватить всех, да, вот у нас сейчас в чате 209 человек, явно мы не охватим всех деток и всех родителей, вот, то есть мы будем работать через, ну, как бы определенные способы, родительские собрания, там, раздаточные материалы, то есть нам нужно до родителей доносить вот именно этот момент, что... Как вы правильно написали, мы, взрослые, перекрываем ребенку самостоятельность. И вот навык самообслуживания, он не только сам, он может нам помогать. И при этом, заметьте, когда в 3 года, ну где-то в 3-4, первый раз ребенок берет тряпку, начинает вешать что-то, ну кого-то в 2 годика там постирает, вот я помню, как у меня дочь любила развешивать на батарею свои вещи, вот. То есть мы этим умиляемся. Но когда чуть постарше ребенок начинает делать что-то, ну, понятно, что он у нас не сможет вымыть полы, так как мы с вами вымоем их в 40 лет. Ну, даже там в 30, 40, 50, да. Вот. То есть понятно, что мы вымоем лучше его, и посуду мы вымоем лучше. Но теперь мы сталкиваемся с чем, что мы вот действительно, мы говорим, давай я быстрее, у тебя не получится, ты не умеешь хорошо делать. А дальше мы вдруг хотим, что в более старшем возрасте ребенок стал самостоятельным. Будет? Нет. И винить некого. Как правильно говорят фраза, чтобы не воспитывая ребенка, да, воспитывай себя. То есть посмотри на того, кого ты видишь в зеркале. Вот. Самостоятельность у ребенка в возрасте 5-6 лет – это не только уже умение что-то делать самому и занимать себя, но и нести ответственность за свои поступки. Вот само понятие «хорошо-плохо», да? То есть это умение ребенка, в принципе, и выполнять определенные поручения. То есть сделал он, не сделал. Вы знаете, я до сих пор вспоминаю одну из своих первых консультаций, там, лет 20 назад, когда пришла мама с ребенком лет 8, если мне память не изменяет, то есть это был школьник, 2-3 класс. И когда мы заговорили о поручениях, о самостоятельности ребенка, мама задала вопрос. Видео нету? И звука нет. Все есть, да, нет? Ага, есть, значит, это просто у кого-то, да? Все есть, спасибо. Вот. Что у нас получается? Мама задает вопрос, когда я говорю о поручениях, о том, что необходимо с ребенком, да, воздействовать, она говорит, а уже пора ему давать поручения? А ребенок 2 класс. На что у меня прозвучал ответ. Как думаете, какой? Уже поздно, да. Но еще все реально. Но, в принципе, об этом надо говорить, начиная с 3 лет, да. Вот, конечно. То есть вот этот вот момент, и как у мамы такая шоковая терапия, а как он будет сам, а как он пойдет в магазин, а как он сделает это, а он не сможет. То есть вот оно, это наши страхи переносим на ребенка. Соответственно, ребенок будет инфантилен. И о позиции самостоятельности нам тоже говорить уже не придется. Знаете, вот кажется вроде как истина, мы это все понимаем. Но работая с родителями, и сейчас вот именно с родителями дошкольников, я столкнулась, что многие родители, так же как и школьники, этого не воспринимают. Кажется, что это истина, ну, на поверхности, да, но многие ее не отслеживают. Поэтому наша задача, как специалистов, с которыми нам приходится с этим совсем работать, доносить. Потому что у многих, у ваших деток, с которыми в школах, да, то есть есть младшие братья и сестры. И я думаю, что не раз, приходя на консультацию к вам, родители вдруг задают какой-то вопрос по поводу младших, да, деток. То есть, ну, мы с вами универсальные специалисты. То есть так жизнь распорядилась. И поэтому вот это мы тоже как бы понимаем и доносим. К 6-7 годам к бытовой самостоятельности появляется самостоятельность учебная, да. Именно в этот период мы можем уже говорить об определенных вещах. Вы знаете, сейчас немножко скажу, сегодня с утра слушала вебинар Ясюковой, Любовь Аполлоновна, господи, извиняюсь, вот, и очень интересно было послушать именно с позиции того, что вообще, чтобы результат был в школе, то действительно детей уже до школы надо научить читать, решать,
Но очень интересно было преподнесено, как это делается и с какой целью. Вы знаете, вот со своим 25-летним стажем я сегодня, вот 2 дня, вот слушая эти вебинары, я пришла к выводу, что многие вещи действительно мы воспринимаем иначе. И вот к вопросу учебной самостоятельности, да, учебы, вот даже элементарно научить, вот давайте так, стоит ли учить ребенка читать вот до школы? Давайте так, да, нет. Вот первые 10 человек, ну или плюсики, плюс-минус. Угу. Ага, мнения разделились, есть да, есть нет. Вот смотрите, так как у нас нет очень много времени, чтобы вы раскрыли, почему, вот, немножко как бы заострю ваше внимание. Вот я лично, вот моя четкая позиция, что надо учить читать ребенка. Да, вот мне тут психологи наши показывают нет, вот, а я за то, что надо читать. Объясню почему, сейчас ускорюсь. Вот, почему? Дело в том, что нынешняя программа и нынешняя жизнь, если правильно ребенка научили читать, не только, ну, то есть воспринимать информацию, все как бы, да, то есть я говорю в общем случае, если ребенок сам хочет, конечно, будет учить специалист, абсолютно, чтобы не получилось, что ребенка учат читать то есть я даже сейчас не могу воспроизвести, как это происходит, вот. Почему? Потому что вот если вот у меня ребенок пошел читающий в школу, облегчила жизнь и ребенку, и мне. Потому что действительно, когда задание в октябре месяце дается для деток «прочитай и выполни», а если ребенок не читающий, как он прочитает? И отсюда возникают вопросы. Да, это все индивидуально, это все субъективно, согласна. Но, в принципе, в идеале вот, зависит от многих аспектов. Но вот к вопросу, да, то есть вот на многие моменты самостоятельности можно посмотреть вот под разным углом. И некоторая моя цель такая же здесь это сделать, да. У детей младшего школьного возраста самостоятельность в первую очередь является подражательной, воспроизводящей деятельности. В среднем и старшем школьном возрасте уже самостоятельность проводится с различными источниками знаний, учебниками, учебными, наглядными пособиями. Но я могу сказать с точки зрения и дошкольников, в дошкольном возрасте это тоже происходит. Я помню, как мы с ребенком искали информацию, отвечая на вопросы воспитателей, да, то есть и в интернете, и в библиотеке. То есть кто-то об этом учит, кто-то нет, да, но это акцент, конечно, на школьный возраст, но начинается с дошкольного. Вот. Каковы же компоненты в развитии самостоятельности? Это, во-первых, проявление инициативы, правильно кто-то там написал, зависит от желания ребенка. Но давайте мы с вами сразу скажем, в большинстве, особенно в дошкольном возрасте и в начальном школьном возрасте, инициативу ребенка мы можем, скажем так, направить в нужное русло. Было бы наше желание. Потому что ребенок, он очень гибок в этом, он очень заинтересован, и мы можем это сделать. И направить инициативность и целеустремленность ребенка как бы в формировании вот этой самостоятельности. Ну и можем обрубить ему эти крылья тоже. Соответственно, самостоятельность идет развитие в 4 направлениях. Это формирование адекватной самооценки, развитие инициативы, воспитание ответственности и формирование критического мышления в подростковом возрасте. Каковы же основные ошибки? Я немножко в 2 словах скажу, в презентации вы это увидите. Очень часто от родителей, начиная с дошкольного и кончая взрослым, да, ребеночком нашим, мне некогда. То есть идет масса оправданий. Здесь, конечно, больше на позиции дошкольного, но в школьном то же самое. То есть на ребенка как бы фраза на его все просьбы, мне проще сделать самой за него. Это опасно. То есть начинается с дошкольного. Вот я, например, честно скажу, я своего ребенка учила пользоваться спичками. Вот. Я знаю, что это опасно. Но я учила правила воздействия, где можно зажечь, в какой ситуации. И так как я ребенку дала добро на это в моем присутствии, у нее не возникало желания это сделать без моего присутствия. То есть, в принципе, самостоятельно делала, но под моим чутким руководством. То есть, возможно. Он еще маленький. Вот это очень часто сталкиваемся и с детьми не только дошкольного, но и начального возраста, и подростков.
он еще маленький, он еще не дорос, он еще не может сам сделать, вот, задачу за него читаем в домашних работах, да, из-за деток и 2, и 3, и 4 класса, вот, и пытаемся за него что-то решить. То есть здесь действительно для дошкольников это немножко одни аспекты, для школьников другие, но эта позиция актуальна в любом возрасте для многих и родителей, и, к сожалению, и педагогов бывает. Ну и, конечно же, мы должны понимать, что основная роль – это роль родителей в деле воспитания самостоятельности. Вот именно на этом больше хочется затронуть сейчас ваше внимание немножко как бы, чтобы вы обязательно на родительских собраниях, на возможностях общения с родителями до них это донесли. То есть правило, которым стоит руководство в случае, когда ребенок чем-то занят, да, не вмешиваться в дело, которым занят ребенок, если он не просит помощи. Мы с вами, взрослые, очень часто предлагаем помощь, когда она ребенку не нужна. И, соответственно, мы ему не доверяем, мы даем вот эту почву. Поэтому важно оставлять ребенка в покое, если он хочет что-то сделать сам, и делает это с удовольствием. То же самое, как для педагога в школе бывает. Мы говорим об определенной степени индивидуального подхода. Да? Позиция невмешательства не годится и может принести только вред, если ребенок натолкнулся на серьезную трудность. Здесь действительно нам нужно вмешаться. Но взять на себя ответственность только в той позиции, где мы можем помочь, да, где ребенок сам не справляется. Почему? Вот смотрите, опираясь, мы все психологи, на зону ближайшего развития Выгодского. Известно, что в каждом возрасте для каждого ребенка существует ограниченный круг возможностей, которые он может делать сам. Да? А есть то, что он может делать вместе с родителями или с нами вместе с педагогами. Соответственно, маленький круг обозначает дела, с которыми ребенок справляется сам. Вне – это то, что он делает со взрослыми. И за пределами большого круга окажутся задачи, которые сейчас не под силу ни одному, ни вместе с товарищами. И именно то, как ребенок развивается, как мы ему даем эту зону самостоятельности, происходит развитие ребенка, и его позиция «я сам» расширяется. То есть, посмотрите, вот сейчас так, то есть, чем уже мы ему даем вот эту позицию вместе и «я сам», тем меньше у него в дальнейшем возможность развиваться самостоятельно. А если мы ему минимально помогаем, поддерживаем в большей степени, то вот этот круг у нас расширяется, да, и ребенок уже больше может сделать самостоятельно. Вот именно отсюда возникают две вещи, которые полностью на корню пресекают развитие самостоятельности. Это гипоопека и гиперопека. Гипоопека, она тоже не несет к той позиции самостоятельности, которая должна быть. Да, многие детки с детства вынуждены делать многие вещи, которые не свойственны их возрасту. И это тоже двойная опасность. То есть ребенок развивается не по законам жизни и развития ближайшей зоны. Ну а гиперопека, она полностью пресекает. Поэтому вот возможность разобраться в этих двух понятиях с родителями и с педагогами в том числе, то есть будет очень полезно для формирования навыка самостоятельности у детей. Что входит в принципы? Это приучать ребенка к самостоятельности в выполнении домашних обязанностей, предоставлять возможность ребенку самому себя обслуживать. Сразу скажу, знаю, как это страшно. Когда мне ребенок в 5 лет позвонила из дома, она была дома, я вышла, там 5,5, ближе к 6 ей было. Я была в больнице в соседнем подъезде, она мне позвонила, говорит: мамочка, я тебя жду, я тебе приготовила ужин. Я честно скажу, я посидела в тот же момент. Я говорю: а что ты сделала? Я тебе пожарила яичницу и сделала салат с огурцами и помидорами. Эмоции мои были понятны. Но когда я пришла, действительно, то есть я попросила ее больше, я сразу сказала: Дашулька, все, спасибо, что ты приготовила, больше ничего не готовь. Давай я приду, мы с ней обсудили, что можно делать, что нельзя. Да, если бы я в тот момент сказала, пресекла бы ее вот на корню, соответственно, у меня ребенок бы что-то делал еще в дальнейшем, для меня, для кого-то, нет. Но так как мы с ней обговорили правила игры в дальнейшем, что произошло? Ребенок стал делать, соблюдая, она, в принципе, и так соблюдала технику безопасности, потому что мы об этом говорили, но опять только поддержка нас, родителей.
Вот, привлекать ребенка к обсуждению, планам, то есть обязательно поддерживать то, что он может сделать, его точка зрения, куда вы поедете, что кушать на завтрак, что он завтра оденет в школу. Знаете, очень интересно наблюдать за родителями подростков, которые идут в магазин и детям покупают одежду. Вот честно, вот у меня вопросов больше нет. О чем мы тогда хотим? О том, чтобы ребенок рос самостоятельным, и мы его учитывали точку зрения, или я ему принесу свитер желтого цвета, а он хочет зеленого, да? Конечно. Вот спасибо тому, кто написал, что невозможно подростку купить. Вы знаете, я знаю достаточно родителей, которые покупают детям все самостоятельно. И подростков вплоть до 9 класса. До 8 так точно. Вот. Поэтому здесь, да, ой, сейчас 2 секундочки, пропустила. Проскочила очень сильно. Сейчас. Вот. Тут говорили по поводу собрать портфель, да, то есть действительно ребенок должен собирать портфель. Вот. И особенно, вот это к самостоятельности. Многие деток водят на дошколы будущего первоклассника. Кто собирает им портфель? Мамы. В 10 классе есть кто в школу водит, согласна. Вот. Вот как раз по вопросу самостоятельности. В свое время, работая в школе, я столкнулась с тем, что ребенка привели в 1 класс, и мама с бабушкой сидели в коридоре, ждали переменку, чтобы поменять ему футболочку после физкультуры, сводить в туалет, потому что он может заблудиться, дойдя до туалета. Вот. И была очень серьезная работа с родителями, чтобы как бы пресечь это, потому что мы понимаем, как реагируют дети. Конечно, и не могут принимать самостоятельно решения. Поэтому вот здесь вот мы действительно с этим работаем. Более подробно вы можете посмотреть. Вот. Очень советую, если здесь есть молодые, особенно специалисты, найти урок бабочки. Он очень интересен, он тоже у вас, в принципе, в презентации будет, вот, но именно я начало просто все-таки зачитаю, если Юлия Валентиновна мне даст 3 минуты. Однажды в коконе появилась маленькая щель. Случайно проходивший человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается выйти бабочка. Прошло много времени. Бабочка как будто оставила свои усилия, а щель оставалась все такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала все, что могла, и что ни на что другое у нее больше не было сил. Тогда человек решил помочь бабочке. Он взял перочинный ножик и разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла, но ее тельце было слабым и немощным. Ее крылья были неразвитыми и едва двигались. Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки расправятся и окрепнут, и она сможет летать. Ничего не случилось. Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать. А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилия, чтобы выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость из тела перешла в крылья, и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла расти и развиваться. Иногда именно усилия нам необходимо в жизни. Если бы нам позволено было жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не смогли бы быть такими сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы летать. И вот я очень прошу, когда мы с вами задумываться каждый раз над тем, когда мы с вами работаем с родителями, с педагогами, о том, что наши слова, наши действия иногда нам кажутся высланы добрыми намерениями. Иногда мы достаем тот самый ножичек и открываем вот эту щель. То есть ребенок должен проходить определенные этапы формирования. Он должен учиться на своих ошибках. Да, нам хочется подстелить соломку, как мы часто говорим, да, оберечь его, спасти, сохранить. Но дело в том, что он не будет выходить на следующий этап. И вот формирование самостоятельности у ребенка, начиная с детского сада и кончая, вот как кто-то писал, в 18 лет, да, у кого-то формируется, а кто-то написал и в 32, вот, все вот туда опускается. Поэтому, когда к вам приходит ребенок, и вы видите, что у него не сформирован навык самостоятельности, он не может принимать решения, он не умеет и не знает, как это делать, в первую очередь нужно опускаться вот именно туда, искать эти корни, иначе оно не получится.
Вот, и хочется, чтобы вот именно такие вещи, они как бы приносили. Определенные источники тоже у вас как бы будут в презентации. Ну и хочется сказать вам большое спасибо за внимание. Надеюсь, немножко как бы с позиции вопросов самостоятельности раскрылась. Если какие-то вопросы возникли, можете потом написать в графе «Вопросы», правильно? У меня вопрос есть. Давайте, Юлия Валентиновна. Несколько раз прозвучало, что ребенок должен. Как это связано с развитием самостоятельности? Вот смотрите, должен он в первую очередь для себя. Вот, ну вот смотрите, вот контекст, фразу вот конкретно, которая зацепила. Меня вообще цепляет слово «должен», то есть он развивает, проходит какие-то этапы. Они существуют, смотрите. Понятно, что он должен пройти. Да, Должен но он может их пройти в разных этапах возраста, это раз. Да, тот же самый кризис 3 лет, к примеру, он все равно будет у всех. То есть он должен пройти у ребенка кризис 3 лет, но он может быть в 2,5 года, может быть в 4 года, да, то есть он может пройти более мягко, более, ну, как бы сложно, но этот кризис, он должен быть вот именно в этом контексте. Он неизбежен, да, вот спасибо за подсказку, это неизбежный момент. Вот неизбежный момент именно будет кризиса, если он не пройдет вот эти схемы. Вот там тоже вот кризис 7 лет, да, это тоже следующий этап именно формирования выхода на самостоятельность. И этот кризис, он тоже должен быть у него, но именно как, вот как говорят, ребенок сразу пополз или пошел. Вот поэтапно, если мы берем, ребенок должен поползти, а потом только пойти. У нас многие, как родители, гордятся, у меня ребенок не пополз, он сразу пошел, а потом возникает проблема. Оттуда потом возникает проблема. И когда они говорят, а нам никто не сказал, что он должен ползать был. Вот я в этом контексте, то есть не он нам обязан чем-то, да, а именно вот его возрастным как бы моментом. Угу. Ну, я могу сказать, что действительно до родителей некоторых бывает сложно достучаться, я согласна, и до специалистов в том числе бывает, и даже до педагогов. Вот. Но здесь уже только наши приемы, формы взаимодействия. Просто тут как бы вопрос, да, чтобы нас услышали. Вот. Я действительно согласна, что бывает сложно. Вот. И не до всех мы можем достучаться. И, как вы знаете, я очень часто, например, я действительно, может быть, я не права, но я произношу фразу родителям. Я не Господь Бог. Я могу ошибаться. Я могу видеть эту ситуацию в том виде, в котором вот она сейчас здесь и сейчас. Вот наша с вами задача сейчас обоюдно найти наиболее положительные моменты в ситуации, да, и пути выхода из нее. Вот. Но я не могу взять на себя ответственность за вас и за вашего ребенка, потому что за вашего ребенка отвечаете вы только. Вот. Я могу только поддержать вас в выборе этого пути. И даже очень аккуратно отношусь к слову «помощь». Почему? Потому что помощь мы чаще всего оказываем тому, кого мы считаем, что он не может справиться. А поддерживаем мы сильных. То есть мы заранее, то есть когда мне говорят «помогите», я говорю, я не могу вам помочь. Я могу вас поддержать, я могу вам помочь найти вот этот выход. Вот, то есть, ну, вот как бы, вот, ну, я к этому вот пришла вот к нынешнему году своей практики. Вот. И действительно развивать привычку вот воспитания, да, я могу направить, а путь выбора за вами, абсолютно согласна. Вот. И действительно вот эти вот все моменты, вот как мы сейчас сегодня проговорили, да, то есть у нас получается, то есть дошкольный и школьный – это 2 берега одной реки. То есть, я не знаю, это мост, который вот связывает 2 берега. Мы можем по-разному это сказать, но дошкольники – это будущие школьники. Школьники – это бывшие дошкольники. И эти 2 вещи, они неразделимы. То есть это как левая и правая часть наша с вами. Поэтому мы сейчас продолжим нашу уже беседу именно с точки зрения
школьного подхода, да, психологической подготовки обучающихся к экзаменам с использованием метода образовательной кинезиологии, гимнастики мозга. Очень мне тоже полезно будет послушать и помочь дочери, да. Вот. И выступает у нас педагог-психолог лицея номер 1 города Сыктывкара Наталья Леонидовна Ракова. С большим удовольствием предоставляю ей слово. Вам большое спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Здравствуйте, коллеги. Так, вот моя презентация. Психологическая подготовка учащихся к экзаменам с использованием метода образовательной кинезиологии. Так. Переключайте, тут сейчас. Давайте разберемся с понятиями. Что мы будем понимать под психологической готовностью к итоговой аттестации? Это общая эмоциональная готовность принятия ситуации, внутренняя психологическая настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена. У меня убежало. Основные трудности выпускников – это эмоциональный негатив и ярко выраженные предубеждения, неумение своевременно отследить первые признаки дистресса и компенсировать его негативное воздействие. Да, конечно. Вашему вниманию я представляю 3 программы, то, как мы работаем у нас в лицее. Работа начинается с 5 класса. Вот то, о чем говорила Жанна Евгеньевна, что с дошкольного возраста нужно учиться, ребят. Программа количеством 10 часов, целью которой является адаптация учащихся к новым условиям, называется «Вместе на поиски добра». И кинезиологические упражнения очень лаконично вплетаются в канву этой программы. 9 класс «Путь к успеху». Целью программы является профессиональное самоопределение и психологическая подготовка к ОГЭ. Она 10-часовая, программа рассчитана на целый год, но мы делим ее, соответственно, по профориентации. 11 класс – это формула успеха, профессиональное самоопределение и психологическая подготовка выпускников к ЕГЭ. 7-часовая программа. Дело в том, что мы столкнулись, вот здесь вы видите тематику, да, можно посмотреть, мы столкнулись с тем, что традиционные методы подготовки не всегда эффективны. Такие просветительские методы не срабатывают, профилактические методы не срабатывают. Поэтому мы нашли такой способ, как образовательная кинезиология, гимнастика мозга. Я прошла обучение в 2013 году, познакомила коллектив с этой гимнастикой. Многие педагоги взяли на вооружение, и потихонечку она вошла в систему нашей работы. 9 класс. Вы можете увидеть здесь темы, касающиеся профессионального выбора. Обратите внимание, здесь есть темы память, внимание, мышление. И вот в эти темы мы как раз доказываем с ребятами эффективность упражнений. Почему? Потому что подчас можно слышать иронию. Делаешь какие-то упражнения, и вдруг я чувствую себя лучше. Вот, например, когда мы работаем с вниманием, такой важный, ответственный момент, от которого зависит успех на экзамене во многом. Не от памяти, а от внимания. Резец памяти – это внимание. Так вот, мы выполняем красно-черные таблицы с секундомером. Затем мы выполняем ряд упражнений кинезиологических и можем видеть при повторном замере эффективность выполнения этих упражнений. Тем самым такая доказательная база у нас формируется, и ребята понимают, принимают эффективность этих упражнений. Формула успеха 11 класса – это следующий виток, в котором мы готовимся и к выбору профессии, к осознанному выбору профессии. И тоже здесь вы можете видеть темы памяти и внимания. Ну, естественно, эмоциональные проблемы мы тоже учимся решать при помощи образовательной кинезиологии. Итак, цель психологической подготовки – это выработка психологических качеств, умений, навыков выпускников, повышение эффективности подготовки к прохождению ГИА и сдаче ЕГЭ, успешное поведение во время экзамена, развитие памяти, мнемических приемов и навыков мыслительной работы, умение концентрироваться и умение мобилизовать себя в решающей ситуации, владеть своими эмоциями.
Значит, успешность сдачи экзамена повышается, если учащийся умеет справляться с волнением, и экзамен не вызывает у него повышенной тревожности, то есть он уверен в себе, в своих способностях. Экзамен – это стресс, поэтому важнейшей частью этих занятий должно быть знакомство с приемами и методами нейтрализации негативных моментов предстартовых состояний. И это возможно методом образовательной кинезиологии. Немножко из истории. Основателями были Пол и Гейл Деннисоны. В 1986 году появились первые публикации. Пол сам занимался с детьми, испытывающими сложности в освоении учебных программ. Если не ошибаюсь, у него у самого были определенные трудности. В 1987 году появились публикации, которые подтверждали эффективность использования этой программы. Показатели прогресса учеников доходили до 50%. Там были проведены эксперименты с детьми, которые испытывали трудности. Надо сказать, что и для взрослых людей, навыки которых несовершенны и требуют переучивания, эта гимнастика вполне подходит. 80 стран мира участвуют, сейчас, наверное, это уже гораздо больше. В России тоже активно используется в городах Москвы, Петербурга, Орехово-Зуева, Томска. И педагоги, которые используют гимнастику, отмечают эффективность ее. Польза гимнастики состоит в ее лаконичности, простоте, практичности. Каждое упражнение выполняется в течение 1-2 минут, иногда достаточно 30 секунд при развитии навыков. Это направление основано, хочется отметить из истории, на исследованиях выдающихся гуманистически ориентированных психологов. Это Роджерса, Пиаже, Монтессори. И вместе с тем на работах наших исследователей Леонтьева, Лурия, Анухина и Сеченова. Наши ученые доказали влияние манипуляции рук на функции высшей нервной деятельности и развития речи. Следовательно, развивающая работа должна быть направлена от движения к мышлению и не наоборот. Итак, мы с вами решаем, как же нам учиться. Используя возможности мозга, блокированного стрессами, наше образование, оно очень статично, неподвижно, оно очень интеллектуализировано, подчас не использует творческие возможности человека. Или же мы имеем возможность работать, используя возможности интегрированного мозга, который работает на ресурсах естественных механизмов. Вообще движение – это механизм, встроенный в нас природой. И его использование эффективных, правильных движений помогает улучшить качество усваиваемых навыков. Исследования привели авторов к созданию целостной программы по использованию различных движений тела. В своей гимнастике мозга они представляют упражнения, направленные на оживление механизма интеграции мысли и движения. Итак, гимнастика мозга развивает и восстанавливает природные уникальные возможности человека, его индивидуальные способности, позволяет сформировать навыки самопомощи и самокоррекции в учебной и повседневной жизни детей и взрослых. Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные структурные изменения. Сила, подвижность, равновесие нервных процессов осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. Этот комплекс рекомендуется использовать во время обучения детей, чтобы повысить навык целостного развития мозга. И упражнения облегчают все виды обучения и особенно эффективны для оптимизации интеллектуальных процессов и повышения умственной работоспособности. Итак, все упражнения делятся на 4 группы. Первое упражнение – это упражнение, пересекающее срединную линию тела. Вообще упражнений всего 26. Если ими овладеть качественно и хорошо, то можно в дальнейшем подбирать балансы для конкретных задач. Так, бежала. Значит, комплекс упражнений, вот, пересекающих срединную линию тела, рекомендуется использовать... Так, секунду, извините, пожалуйста. Угу. Движения, пересекающие срединную линию тела, стимулируют работу крупной и тонкой моторики. 2 уха, 2 глаза, правая и левая рука. Это ведущий механизм единства мысли и движения. Он способствует совершенствованию интеграции связей между левым и правым полушариями. Мы все, и взрослые в том числе, в ситуации стресса немножко глупеем. И подчас ту информацию, которой мы обладаем, мы не можем извлечь из закромов своей памяти. Выполнение этих упражнений как раз позволяет быть в балансе, быть более естественным и органичным.
помогает полноценному восприятию материала на аналитическом уровне и на уровне обобщения. Упражнение «Ленивой восьмерки». Мы можем сейчас его выполнить с коллегами. Готовы? Оно интегрирует работу полушарий правого и левого и согласование и активирование движений глазодвигательных мышц. Значит, во-первых, в процессе работы я учу ребят чувствовать собственное тело. Мы иногда ходим с большой головой, перевешивающей направо или налево, и уходим в свои мысли и совершенно не чувствуем собственного тела. Выпрямите, пожалуйста, спину, расправьте плечи. Оцените свое состояние, эмоциональное, физическое. Правая рука вперед. Мы будем с вами рисовать восьмерки ленивые, не знак бесконечности, а именно восьмерки. Глаза наши фиксированы на уровне, пятачку надо повернуть, чтобы было удобнее, фиксированы на нашем большом пальчике, пересекают срединную линию тела. Движения всегда выполняются слева направо, мягко, очень мягко, неспешно, рука мягкая. Мы рисуем круги. Один круг и второй круг. И возвращаем руку в центр. 3 восьмерочки. Мы отслеживаем ощущения, возникающие в области глаз. Наши движения легкие, спонтанные. Или же мы испытываем напряжение в области глаз. Отследите, пожалуйста, свои ощущения. Эти движения можно делать чуть больше, радиус движений. Можно меньше. При этом у нас расслабляются мышцы спины, мышцы шеи. И вы знаете, это упражнение про умение ставить цели. Страницу мы сканируем тоже слева направо. Левая рука. Выполняем точно так же. Срединная линия тела и рисуем восьмерки. Обязательно слева направо. Очень эффективно, кстати, это упражнение при обучении письму учащихся. Можно чуть больше. 3 делайте движения, затем 2 руками. 2 руками, и можно амплитуду увеличить выполнение. Как правило, тренер, который обучает, он отслеживает движение глаз учащегося и обращает внимание на те моменты, где возникают трудности. Чаще всего это трудность пересечения срединной линии и моменты округления. Выполнили? Отследите, пожалуйста, коллеги, свое самочувствие. Замечательно. В том числе для улучшения зрения, снятия усталости, интеграции связи рука-глаз способствует, как я уже сказала, расслаблению мышц спины и шеи. И психологический аспект упражнения – умение видеть цель и контекст, снятие стресса из-за гиперфокуса, пробуждение творческого компонента личности. Перекрестные шаги. Обратите внимание, как вы ходите. Здесь бы я рекомендовала коллегам пройтись по комнате и почувствовать, насколько их тело вписывается в пространство, не задевают ли они углов, скоординированы ли их движения. Кстати, все армии мира взяли на вооружение простую ходьбу. Вы знаете, преимущество этих упражнений, что их можно делать и сидя, и стоя. Задача этого упражнения правая. Не просто локоть, а правое предплечье и даже плечо коснуться колена. При этом противоположного, обязательно противоположного, да. При этом вы должны сложиться, коллеги. Вы должны телом сложиться, да. Обязательное выполнение упражнения – это спокойное, медленное, размеренное его выполнение. Не торопитесь. Эффективность будет только при выполнении медленно и качественно. Также можно выполнять, вот вы можете здесь видеть, и касаясь за спиной левой и правой ноги. Достаточно 30 секунд. Делают более успешными перекрестные шаги приобретения навыков чтения, письма, слушания, усвоения новой информации. Ну и снимают боль в пояснице, подтягивают мышцы живота. Двойные рисунки. Одновременно руками мы сейчас будем рисовать разные рисунки. Можно делать это на парте, на стене, на полу, просто в пространстве. Причем движения самые разнообразные. От геометрических фигур до плавных спонтанных движений. Улучшается работа глазодвигательных мышц, укрепляется связь рука-глаз. Просьба делать медленно, плавно.
естественное, это продолжение вашего тела, органично, стимулирует желание фантазировать и активно творить. Очень простое, незатейливое упражнение. Упражнения, растягивающие мышцы тела. Это следующий блок упражнений. К сожалению, здесь нет возможности их продемонстрировать. Вот в 5 классе при наличии свободного кабинета хореографии мы с ребятами выполняем эти упражнения там. Эти упражнения позволяют снять стрессовое напряжение, которое возникает чаще всего на задней поверхности нашего тела. Вот как раз мозг, блокированный стрессами, не позволяет подчас видеть массу возможностей, которые скрываются рядом, кругом около нас. А вот эти упражнения, растягивающие, позволяют нам снимать эти блоки телесные и быть более естественными и органичными. Снимают напряжение сухожилий, мышц нашего тела. На уровне работы мозга это означает, что информация из задних отделов мозга, зон выживания, может свободно переходить в передние, причинно-обуславливающие, через лимбическую систему, которая является воротами, которые пропускают учение, опыт, высшие отделы мозга и делают его радостным. Упражнения, энергетизирующие тело. Очень простые упражнения, но очень эффективные, на мой взгляд. И вот эффективность тоже можно с ребятами отследить. В старших классах они, прислушиваясь к собственным ощущениям, уже видят те плюсы, которые дают это упражнение. Думательный колпак, иногда его называют это упражнение колпак мудреца, оно вы наверняка знакомы. Значит, немножко об этих упражнениях все-таки скажу. Это упражнения обеспечивают скорость и интенсивность протекания нервных процессов между клетками и группами нервных клеток головного мозга. Вот сколько сенсорной информации, аудиальной, зрительной, кинестетической получает мозг. Этот сигнал нужно преобразовать и еще и ответную реакцию мозга сформировать. Вот качество наших реакций во многом зависит от того, как работают эти пути. Секундочку, значит. Так, кнопки мозга. Для объединения восприятия разных частей тела и достижения целостного восприятия организма. Указательным и большим пальчиком найдите ключицы, нащупайте их, пожалуйста. Мягко положите их под ключичную зону. Левая рука находится в области пупка. Мягко массируем точки под ключичками. Да, нашли? Рука в области живота. Она у нас не двигается, буквально 30 секунд. При этом отследите, пожалуйста, свое собственное самочувствие. Насколько излишнего напряжения у вас в теле сейчас находится. Расслабьтесь, снимите излишнее напряжение в области плеч. 30 секунд помассировали и поменяли руки. Когда у вас отсутствует сосредоточенность, концентрация внимания, рекомендуется выполнять это упражнение перед постановкой целей. Вообще, насколько вы встроены в данный момент в жизнь? Насколько вы включены в нее? Отследите это. Достаточно 30 секунд. В момент написания контрольных работ, перед написанием контрольных работ, выполняйте это упражнение. На экзамене его можно выполнить. Кнопки мозга обеспечивают приток обогащенной кислородом крови и клеткам головного мозга. Лучше воспринимается новая информация, снижается визуальное напряжение, становится больше энергии и быстрее находятся пути решения сложных вопросов. Колпак мудреца. Его полезно делать перед началом интеллектуальной работы, так как позволяет быстро сконцентрироваться. Большим указательным пальчиком. Вы все знаете, что на наших ушах очень много акупунктурных точек. Упражнение выполняется таким образом. Мягко вы растягиваете мочку уха назад, раскрывая ее, верхнюю часть ушной раковины, извините, и идете к мочке уха. Вот таких движений, массирующих обеими руками, нужно выполнить от 3 до 5 раз. Как правило, при правильном выполнении возникает такое мягкое, приятное тепло, которое растекается не только в области ушных раковин, но и ощущения возникают в голове. Так интенсивно, не жалея. Народная мудрость учила трепать деток за уши. Знали толк в этом упражнении.
Мягко можно подергать себя вверх 3 раза и вниз. По количеству лет, говорят коллеги, да. Упражнение, повышающее позитивное отношение. Это упражнение, любимо многими ребятами, они его эффективно используют. Тут 2 упражнения. Давайте мы познакомимся с упражнением Брюки Деннисона. Упражнение, которое мы будем делать, это позовое упражнение. Оно способствует углублению позитивного отношения, влияет на эмоциональную лимбическую систему мозга, которая взаимодействует с центрами восприятия собственного «я» личности. Коллеги, предлагаю вам встать ровно, прямо выстроиться. Макушка тянется кверху, плечи расправлены. Ноги поставьте, пожалуйста, на ширине плеч. Коллеги, находящиеся в силу определенных обстоятельств в позиции сидя, могут выполнять упражнение это сидя. Ваши ступни должны быть параллельны. Посмотрите, там как у вас все с самооценочкой, как ваша самооценка, ширина ваших плеч. Прекрасно. Теперь, вот вы отследили, насколько комфортно вы себя чувствуете. Теперь правая нога лодыжкой пересекает левую. Вот здесь вы можете видеть, да? Правая нога пересекает левую. Скрестите, пожалуйста, ноги. И отследите, устойчиво ли вы находитесь сейчас в пространстве, не штормит ли вас. Прекрасно. Правая рука скрещиваем в области запястья. Замок образуем. Ноги скрещены, лодыжки скрещены. И мягко выворачиваем, приподнося кисти рук к подбородку. При этом плечи выпрямляем, выравниваем. Расслабьте, пожалуйста, вас очень напряженные плечи. Сейчас небо, к небу язычок на вдохе. Такой сложный вариант сделаем. Да? Делаете вдох и язычком пытаетесь вытолкнуть зубки. При этом ваши глаза максимально уходят вверх. При выдохе вы язычок опускаете и расслабляете. Посмотрите, как много сложных движений возникает. Да, за зубами выталкиваем зубки к верхнему небу. Ощутите, не штормит ли вас опять, не покачивает ли вас. Расслабьтесь. Буквально 30 секунд перед публичным выступлением, в ситуации, когда необходимо успокоиться и принять правильное решение. Через 30 секунд поменяйте, пожалуйста, ноги и руки. Вот около минуты выполнения этого упражнения позволяют ощутить прилив спокойствия. Как ребята говорят, ансамбль «Березка» они потом становятся. В ситуации подавленности, возбуждения рекомендуется тоже выполнять это упражнение. Это первая часть упражнения. Скрестили. Обратите внимание, тут двойной перекрест возникает. Комиссуры там начинают активно работать в голове, мозолистое тело. Обратите внимание на картинки. Правая рука у модели на рисунке и левая нога. Это обязательное условие выполнения. Вот в данном случае вы выполнили неправильно, потому что у вас левая нога и рука. Выходим из этого состояния. И теперь ноги на ширине плеч, как было в самом начале. Руки мягко, приятно, расслабленно. Кисти, пальчики соприкасаются в области груди чуть ниже. Представьте, что вы в руках держите мягкий желтый шарик. Глаза ваши максимально вниз опускаются, и вы в течение 30 секунд, может быть, чуть больше, можно постоять столько, сколько вам необходимо. Находитесь в этом состоянии. Улучшается взаимодействие между эмоциями и процессами мышления. Ослабевает душевное напряжение. И это упражнение помогает воспринимать новую информацию, лучше понимать точку зрения другого. Надо сказать, что не в простой ситуации нахожусь, обратной связи не так много, могу только видеть коллег. Судя по их выражению лиц, они удовлетворены выполнением упражнений. Позитивные точки. Это эффективное упражнение для быстрого снятия стресса, помогает вернуть адекватное понимание реальности и обуздать нахлынувшие эмоции, помогает при головной боли. Линия роста волос, брови, указательным и третьим пальчиком мы находим точку, которая находится над центром глаз. Мягко расправляем руки, локти приподнимаем и массируем.
Вы иногда, коллеги, можете видеть учеников, сидящих за партами и массирующих. Вот мудрое тело, оно подсказывает, что делать, чтобы быть максимально оптимизированным. Ушки тоже дети не случайно массируют. Мудрость тела подсказывает, да, что быть в балансе, в норме, нужно выполнить это упражнение. В зависимости от ситуации и потребностей самостоятельно можно использовать любое из упражнений гимнастики мозга в качестве самопомощи для решения какой-то своей проблемы, а также помочь кому-то другому. Методика способствует быстрому и полноценному освоению теоретических знаний, навыков психологического и физического поведения. Она помогает достигать своей цели без дополнительных лишних затрат, так как вы действуете точно, уверенно, в соответствии со своими внутренними потребностями. Повышает стрессоустойчивость, помогает переучиванию и адаптации к новым условиям. Под влиянием этих тренировок в организме происходят структурные изменения. Сила, равновесие, подвижность и пластичность осуществляются на более высоком уровне. Совершенствуется координирующая и регулирующая роль нервной системы. Улучшается мыслительная деятельность, синхронизируется работа полушарий, улучшается запоминание материала, повышается устойчивость внимания, речевые функции совершенствуются, облегчается процесс чтения и письма. Вот те преподаватели, которые взяли на заметку и используют эти упражнения, отмечают их эффективность. Где мы можем использовать? Психологи могут использовать в индивидуальной групповой работе, при коррекции и развитии памяти, восприятия, внимания, мышления, моторики, речи, письма. Я использую в программах, как было сказано выше, «Вместе на поиске добра» в 5 классах, «Путь к успеху» 9 классы и «Формула успеха» 11 классы. Адаптация 5 классов, подготовка к ВПР. Ребята уже знают, когда необходимо успокоиться, какие упражнения выполнять. ОГЭ и ЕГЭ. Педагоги для профилактики профессионального выгорания, и они получают инструментарий для использования на физкульт-минутках и для самопомощи. Так, здесь небольшой список литературы, которая вам поможет, я думаю. Всем вам я желаю успешной подготовки выпускников к экзамену. Спасибо за отзывы. Если вопросы будут, да, я потом с ними познакомлюсь и пока здесь нахожусь, вполне возможно, смогу ответить. Спасибо вам, коллеги, за поддержку. Огромная благодарность Наталье Леонидовне за то, что она с нами провела такие чудесные занятия. Мы все выполнили. У нас красные уши, хорошее настроение, мы не боимся уже ничего. Готовы к сдаче экзаменов. И сейчас слово предоставляем следующему нашему участнику заседания Елене Владимировне Остаповой. Это педагог-психолог 21-й школы города Сыктывкара, которая нас также с вами продолжит погружать в тему подготовки обучающихся к сдаче экзаменов. И здесь мы уже будем говорить с вами о роли работы с родителями в этом отношении. Пожалуйста, Елена Владимировна, включайтесь. Вам слово. Елена Владимировна. Посмотри. Ой, это наши участники. Пытаемся Елену Владимировну найти. Елена. Елена Владимировна, мы вас ждем. Пока у нас Елена Владимировна подключается, еще раз прошу внимания всех специалистов органов управления образования откликнуться. Кроме Воркуты, Усинска и Печоры, есть кто-то среди слушателей из управления образования? Все материалы можно будет скачать
все материалы, все презентации докладчиков будут высланы с итоговым письмом, будут размещены у нас на сайте Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. И все для вас, для вашей работы, для того, чтобы вам было удобно организовать эту работу. Ну, Елена Владимировна немножко задерживается. Давайте мы тогда слово передадим Наталье нашей Александровне Пастух, которая со здоровьесберегающим практикумом продолжит работу в стабилизации нашего психоэмоционального состояния, и тоже нам сегодня будет интересного от нее. Добрый день, коллеги. Вот, Елена Владимировна. Да. Что делать? Елена Владимировна, тогда вы продолжайте. Хорошо. Все, мы тогда... Спасибо. Будет Спасибо. после. Хорошо, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Елена Владимировна Остапова. Я представляю службу муниципального образовательного учреждения «Средняя школа номер 21» по психолого-педагогическому, медико-социальному обеспечению. И предлагаю вашему вниманию информацию по теме «Работа педагога-психолога с родителями по подготовке учащихся к сдаче ГИА». Но при организации психолого-педагогического сопровождения учащихся при подготовке к сдаче государственной итоговой аттестации педагог-психолог руководствуется данными правовыми документами. Хочу обратить ваше внимание на положение о службе МАУ СОШ номер 21 по психолого-педагогическому медико-социальному обеспечению, члены которой принимают участие в данном сопровождении. В состав службы входит классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе. Так, меня слышно? Алло. Хорошо, спасибо. Так, на данном слайде представлена система деятельности службы школы 21 по психолого-педагогическому, медико-социальному обеспечению. План работы службы сформирован из опыта работы на протяжении многих лет. Когда идет формирование плана работы, идет актуализация плана в соответствии с требованиями времени. В 2020 году с марта месяца произошла корректировка плана в соответствии с требованиями времени. С сентября 2020 года уже были запланированы встречи в онлайн-режиме. Как осуществляется реализация плана? Корректировка плана на этапе предварительного подведения итогов с учетом изменения процедуры проведения государственной итоговой аттестации, с учетом обнаружившихся проблемных зон. На этом этапе идет обсуждение, что получилось, что нет. С таким учетом составляется план на следующий учебный год. Ну, а теперь к информации, в чем же заключается работа педагога-психолога с родителями. Цель педагога-психолога, ну, я думаю, что это будет у нас у всех педагогов-психологов одна, да, цель и задача – это создание стабильной, благоприятной атмосферы для уменьшения вероятности возникновения стрессовых ситуаций и повышения функциональных возможностей учащихся в период подготовки государственной итоговой аттестации. Какие задачи ставятся? Да? Это психологическое просвещение родителей по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, обучение родителей способам поддержки ребенка в период подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации, совместное предупреждение трудностей в интеллектуальном и личностном развитии и совместное формирование навыков саморегуляции психического состояния.
цели и задачи нашей школы, да, и педагогов, психологов, согласитесь, коллеги, они как бы перекликаются, и они будут одинаковые. Здесь я представила к вашему вниманию основные формы организации психолого-педагогической работы с родителями. Ну и первое, что у нас проводится, это родительское собрание. Да? На первое родительское собрание традиционно выходит весь состав службы, и каждый свою информацию доводит до родителей. С 2020 года появилась такая новая форма работы с родителями, да, как встреча в онлайн-режиме. Доля онлайн-формы равна непосредственному общению с родителями. Наиболее продуктивными для педагога-психолога являются все-таки индивидуальные консультации. Повышению эффективности консультирования способствует использование интернет-технологий, веб-консультации, родительские формы и общение с родителями по e-mail. По результатам диагностики мы уже выделяем родителей и детей группы риска и организовываем индивидуальные групповые встречи с родителями именно этих детей. Темы консультаций могут быть разнообразные. Допустим, как справиться со стрессом, как помочь ребенку перед экзаменом, стратегия подготовки к экзамену. Особое внимание педагог-психолог уделяет работе с родителями тревожных детей и непосредственной работе с тревожными родителями, чтобы предотвратить перенос тревожного эмоционального состояния родителя на самого выпускника. Какие же применяются активные методы работы с родителями выпускников в период подготовки к государственной итоговой аттестации? Тут появляются новые формы работы, может кто-то такие формы работы проводит уже. Просмотр видеозаписи процедуры экзамена. Что это такое? Это постановочный вариант с последующим обсуждением общей ситуации экзамена. Просмотр здесь сопровождается обсуждением возможных трудностей и ресурсов процедуры. Использование такой формы работы, просмотр видеороликов, способствует снижению тревоги. Пугающая незнакомая процедура оказывается понятной и логичной. Лекция. Лекция как метод работы с родителями достаточно популярна. Лекция – это знакомая форма трансляции. Она позволяет предоставлять больший объем информации эффективно в начале работы и в большой аудитории. С помощью иллюстраций, интересных примеров психолог направляет усилия родителей на постановку проблемы. Игра-драматизация, такая форма работы, это как проигрывание процедуры экзамена на знакомом материале, юмористическом или общеизвестном. Такой метод позволяет в эмоционально комфортной и безопасной форме освоить основные элементы процедуры экзамена. Игры с заданиями о процедуре и правилах государственной итоговой аттестации отражают общую структуру заданий. Например, чем нельзя пользоваться на экзамене? Да? Гелевой ручкой, тестовым материалом, мобильным телефоном. Мозговой штурм – это форма организации с родителями, такая как коммуникация, позволяющая достичь понимания друг друга. Данный метод состоит из следующих этапов. Первый этап – это генерация идей. На этом этапе создается атмосфера свободного высказывания различных идей и мнений. Второй этап – критическая оценка идей и выбор альтернативных вариантов. Он может организован способом оценки идей самими участниками. Следующее, какой активный метод? Это разогревающие игры-активаторы. Каждое занятие, встречу следует начинать с некоторых процедур, погружающих родителей в особую игровую атмосферу, позволяющую быстро и без усилий устроиться на специфическую работу. Например, предложите закрыть глаза, расслабиться и представить себя ребенком в возрасте собственного сына или дочери.
Иногда игры, предлагаемые в начале занятия, выполняют не только функцию разогрева, но и становятся мостиком к обсуждению серьезных вопросов. Работа в парах, такая форма работы, она позволяет взаимодействовать в парах и эффективно используется в групповой работе, на родительском собрании и тренинге. У такой формы работы имеется ряд преимуществ по сравнению с индивидуальной формой работы. Появляется возможность получить обратную связь и поддержку. В паре участники могут легче идентифицировать себя с другими и способствуют развитию эмпатии. Взаимодействие в паре создает напряжение, которое помогает проявиться личности. Работа в парах облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания. Такая форма работы еще проводится как дискуссия. Да? Это совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса. Групповая дискуссия может быть использована в целях предоставления возможности увидеть проблему с разных сторон. Ну, какие бывают приемы организации дискуссий? Это бывает круглый стол, форум, обсуждение, в ходе которого группа вступает с аудиторией в обмен мнениями. Симпозиум, более формализованно по сравнению с предыдущим обсуждением, в ходе которого родители и психолог выступают с сообщениями. Любой из родителей может заявить тему и выступить о своем видении ситуации или проблемы. Дебаты – это обсуждение, построенное на ситуации докладчик-оппонент. Здесь также общая цель и общие задачи, они перекликаются между собой. Следующая форма работы – это коллективная запись. Каждый из участников получает записную книжку, где сформулирована проблема и дается информация или рекомендации, необходимые для ее решения. Ну и вот в каждой школе, в каждом образовательном учреждении имеется в наличии такой уголок психолога. Да? Какую информацию можно расположить? Информация, которая постоянно, да, присутствует, и информация, которая меняется. Допустим, у вас идет подготовка государственной итоговой аттестации, вы информацию располагаете как раз по этой аттестации. То есть какие-то советы родителям даете, какие-то советы даете детям. Вот все. Спасибо за внимание всем. Всего доброго. Владимировна, благодарим вас за ваш материал, за ваш опыт, презентованный нам. Так, а мы сейчас переключимся. Угу. Вот такой общий фон зададим. Ну что ж, дорогие коллеги, рада вас приветствовать сегодня. Сегодня у нас будет здоровьесберегающий практикум в унисон некоторых предыдущих выступлений, в том числе здоровьесберегающего практикума с прошлого заседания РМО, когда мы с вами практиковали аутогенную тренировку, и также в унисон выступления предыдущего докладчика Натальи Леонидовны с гимнастикой мозга. Но мы постараемся все сделать сжато, кратко, лаконично, понятно и при этом не повторяться. Ну что ж, для начала я хотела бы попросить вас, чтобы вы приготовили для себя некоторые материалы. Это чистый листок А4 и ручку либо карандаш. А пока вы тянетесь за листочком, заодно мы потянем те мышцы, которые у вас, может быть, уже застопорились за время прослушивания вебинара. Тянемся за листочком и подтягиваем боковые мышцы. Левые и правые. Немножечко еще взбодримся. Вместе с скручиваниями в стороны. Итак, надеюсь, что вы уже все подготовили. И мы начинаем. Сегодняшняя тема, информация, которую я бы хотела донести, это такая: как справиться с экзаменационным стрессом и как собраться, активизировать мозговую деятельность непосредственно вот в сам момент прохождения экзамена, либо итоговой аттестации. Прохождение вот таких тестовых аттестационных испытаний, конечно же, вызывает волнение, тревоги, возможно, даже стресс, как причем для самого школьника, ребенка, так и для взрослого педагога, которому предстоит аттестация.
И если эти переживания контролируемые, тогда они побуждают нас, наоборот, к активности, к ответственности, к желанию углубить свои знания. И организм при этом вырабатывает адреналин, чтобы наши вот жизненные силы активизировались, да, чтобы держать себя в тонусе. И наоборот, затянувшиеся, не поддающиеся контролю переживания, эмоции, отрицательные переживания, они вызывают стресс, ну и как следствие неприятные последствия. Исследования подтверждают, что из таких вот неприятных последствий можно выделить следующее. За вот экзаменационный период в школах и высших учебных заведениях у юношей это 48% исследуемых, и девушки 60%, они заметно теряют в весе. Кровяное давление у них может повышаться до 140-150 мм ртутного столба. Также, согласно опросам выпускников школ, очень часто у них наблюдаются вот такие явления, как диарея, головная боль, тошнота, возможно, даже кожные заболевания, обострение этих заболеваний, появляется чувство общего недомогания, растерянность, паника, страх. И некоторые становятся чрезмерно самокритичными. Они вспоминают прошедшие промахи, провалы, возможно, неудачи, которые у них когда-либо уже были на предыдущих экзаменах. И также стресс нарушает синхронизированную работу полушарий мозга, левого и правого. Левое полушарие мы условно назовем рационально-логическим, так как оно отвечает за логику, за установление причинно-следственных связей, за речь, формулирует наши мысли и помогает оперировать цифрами, да, помогает нам решать задачи, примеры. А правое полушарие мы назовем пространственно-образным, так как оно отвечает за воображение, за интуицию, за восприятие цвета, ритма. Оно формирует трехмерное, такое более полное, многогранное восприятие информации. И обмен между левым и правым полушарием, она осуществляется через особый участок, да, который сегодня уже был упомянут, это мозолистое тело. И в ситуации, когда у нас возникает тревога, переживания, вот передача сигналов через этот вот участочек мозолистого тела, он блокируется. Передача сигналов да, в ситуации с доминирующим правым полушарием могут возникнуть. И наоборот, если у нас доминирует симметричное полушарие, то у нас может западать воображение и целостное восприятие информации. Угу. Так, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, дайте мне обратную связь, слышно ли меня? Угу. Кто-нибудь еще напишите, пожалуйста, все, хорошо. Угу. Потому что есть вопросы, поэтому мы уточняем. Хорошо. Итак, как мы выстраиваем профилактическую работу? Конечно же, она состоит не только из одного дня, да, это системная работа в течение всего учебного года, психологическая подготовка к экзаменам, к различным аттестациям. Угу, хорошо. Так, самое важное, чтобы вы меня слышали, да, это звук идет, иногда может пропадать, возможно, качество скорости интернета иногда теряется, но ничего страшного. В целом, я думаю, что надеюсь, что вы воспримете информацию, которую мы сейчас обсуждаем. Итак, ага. Вот, и что, по сути, вот я думаю, что вы со мной согласитесь, что стресс, он вот как, ну, стресс и переживания, волнения, они есть и будут, ну, от них, может быть, там особо никуда не спрячешься, да, мы стремимся к тому, чтобы воспринимать их как нормальное течение процесса. Самое важное, может быть, не столько вот сам стресс, сама переживательная эта ситуация, давайте мы сместим акценты на наши отношения вот к этой ситуации, которая вызывает соответствующие переживания. Как мы к этому относимся? И вот здесь, конечно, вот такое психолого-педагогическое сопровождение, профилактическую работу надо, наверное, следует выстраивать
вот в ответственном отношении к предстоящим испытаниям, к предстоящим экзаменам. И здесь очень важно, чтобы окружающие ребенка, да, того лица, которому предстоит экзамены, стали не нагнетателями ситуации, да, они не пугали его, что вот там грозит беда, там ты не справишься и так далее, а наоборот, стать ему помощниками, теми, кто его поддержит, его поможет. Ему поможет и готов всегда будет выслушать, если это понадобится. Это и родители в первую очередь, и педагоги, ну и, конечно же, желательно, чтобы и друзья могли поддержать. Хотелось бы сегодня вот на практикуме сконцентрироваться именно на том, как в сам день X собраться с мыслями, сосредоточиться и на максимальном КПД пройти все аттестационные задания, все экзамены сдать хорошо, справиться замечательно. Как себе помочь? Чему мы можем ребенка научить? И также, в свою очередь, если нам предстоят эти испытания, как помочь себе? Значит, вот представим ситуацию, да, что мы уже находимся за партой, да, что нам вот скоро-скоро уже выдадут задания. Что мы делаем? Первое, мы работаем над дыханием. Важно успокоить себя. Делаем 3 глубоких вдоха и 3 глубоких выдоха на 3 счета. То есть поехали, глубокий вдох. 1, 2, 3. И выдох на 3 счета. 1, 2, 3. Снова вдох на 3 счета и выдох. Вдох и выдох. Все, стараемся дыхание уравновесить, привести мысли в порядок и успокоить себя. Вспоминаем практикум из прошлого месяца, с прошлого заседания. Можно подключить еще аут-тренинг. После того, когда дыхание мы восстановили, сделали его ровным, спокойным, можно произнести мысленно формулу самовнушения. Например, я расслабляюсь, я успокаиваюсь. Я мы произносим на вдохе, расслабляюсь на выдохе. И на вдохе успокаиваюсь на выдохе. Давайте попробуем. Я расслабляюсь. Я успокаиваюсь. При этом важно внимательно, как говорили коллеги, да, следить за своим состоянием, да, за тем, что меняется в нашем сознании, в нашем восприятии. Так, если волнение очень сильное, бывает такое, что может даже наступить мандраж, да, руки начинают трястись. Что с этим делать? Можно подключить такую формулу самовнушения, как «мои руки мягкие и теплые». На вдохе «мои руки», на выдохе «мягкие и теплые». Попробуем. На вдохе «мои руки», мягкие и теплые. Мои руки мягкие и теплые. Пытаемся внушить, что это действительно так. Мы верим в то, что мои руки сейчас стали мягкими и теплыми. Стараемся прочувствовать. Какие еще можно использовать формулы самовнушения для примера? Например, также синхронизируя, да, со своим дыханием. Вдох, выдох. Я спокоен и уверен в себе. Мой мозг хорошо работает. Я все помню. Моя память работает хорошо. Я все помню. Я ощущаю бодрость и уверенность в себе. Мысли ясные, четкие, я уверен в себе. Моя речь спокойная, уверенная, неторопливая. Итак, успокоив наше дыхание, да, приведя его в нормальный ритм с помощью глубоких вдохов и выдохов, подключая вот формулы самовнушения, которые вот мы с вами сейчас проговорили, можно, конечно же, использовать свои формулы самовнушения, можно попробовать потренироваться и составлять свои слова, которые вам, ребенку, будут именно помогать. И главное верить в то, что мы говорим. Итак, продолжаем. Еще один прием.
это как сосредоточиться и как активизировать мозговую деятельность. Интересный прием – это активизация мозговых структур. Мы берем наши ручки, да, и массируем затылочную часть головы. Угу. Пробуем, активизируем. И вот в результате такой практики, когда мы активизируем затылочную часть головы, мы стимулируем большое количество расположенных в этой части активных точек. Попробуйте, проверьте на практике. Еще один прием, о котором уже говорила Наталья Леонидовна, это перекрестные движения. Так называемая гимнастика мозга, да, которые активизируют работу обоих полушарий, да, для того, чтобы вот как раз-таки творчески на 100% КПД справиться со всеми заданиями. Повторяться мы уже, конечно же, не будем, но вот можно вот выбрать, подобрать те упражнения, которые можно использовать вот как раз-таки сидя за партой, да, когда мы уже готовимся пройти тест, сдать экзамен, написать работу. Можно сделать следующее упражнение. Положить правую руку на левое колено, перекрест, и поднять левую пятку. И соблюдая симметрию, мы берем левую руку, кладем на правое колено и поднимаем правую пятку. И вот так поочередно. Да, вот здесь важно соблюдать вот этот перекрест. Левая рука, правое колено, правая рука, левое колено. Хорошо. Еще одно упражнение. Вот сейчас нам понадобятся листочки, да, а я попробую продемонстрировать. Мы берем чистый листочек, берем карандаш либо ручку, да, ну, скорее всего, черновики у ребят есть под рукой во время прохождения испытаний. И на одном, например, там свободном листочке, да, листочки, черновики, либо можно попробовать визуально, у кого воображение хорошо работает, если нет листочка свободного, нарисовать на парте только пальчиком, не карандашком, не ручкой. Вот я сейчас демонстрирую, да, рисуем крест, соединяем противоположные углы листа, крестик мы нарисовали, или букву X, и теперь концентрируем внимание на вот этой буковке, на букве X, да, и наше восприятие направлено только на нее. Какое-то время, несколько секунд нужно уделить этому упражнению. Смотрим, всматриваемся. Вот такая концентрация на перекрестных линиях тоже помогает активизировать оба полушария мозга. Еще вот думается, да, что можно и попробовать вот такую восьмерочку, да, нарисовали, ну, провели несколько раз. И давайте немножечко, там, 10-30 секунд, сколько времени позволяет, посидим, посмотрим на нее, концентрируем свое внимание. В целом стараемся воспринять фигуру. Так, хорошо. И еще, что еще можно посоветовать? Если вот по возможности, да, желательно проветрить помещение перед тем, когда начнется экзамен. Ну, если есть такая возможность, да, зайти, открыть окно. Если нет, то, ну, будем надеяться, что организаторы экзамена предусмотрели это. Вот, если мы уже, как будучи взрослыми, да, педагогами, может быть, зависим только от своих внутренних условий, тогда, конечно же, нам проще все это предусмотреть и организовать. Очень важно, да, чтобы в комнате, в кабинете было достаточно кислорода, чтобы мозг хорошо работал и думал, чтобы не было кислородного голодания. И еще один такой приемчик – это юмор, добрая шутка. Можно пошутить про себя, чтобы вокруг никто случайно не обиделся, пошутить что-нибудь про себя доброе и хорошее, и посмеяться над собой. Юмор помогает тоже расслабить обстановку, ситуацию, улыбнуться и настроиться на позитив. Ну что, уважаемые коллеги, вот основная информация, которую хотелось бы с вами сегодня обсудить, проговорить. Если упражнения какие-то вы уже практикуете, можно в чате поделиться, написать нам. Если у вас какие-то есть свои изобретенные упражнения, пожалуйста, тоже делитесь друг с другом, с нами, с коллегами, потому что общение – это здорово, да? Обмен информацией, обмен опытом очень важен для нас. Так, благодарю вас за внимание.
Благодарю вас за обратную связь, она тоже очень важна для нас. И хочется пожелать вам лично при прохождении аттестационных испытаний как раз-таки найти веру в себя, уверенность, спокойствие, уметь применять упражнения, которые вы знаете, сконцентрироваться и все сдать на ура. И вашим воспитанникам, обучающимся, также пожелать удачи в подготовке под вашим чутким руководством и наставничеством. Спасибо за добрую связь. И сейчас тогда мы передаем слово следующему докладчику, Наталье Алимовне Чеботаревой, педагогу-психологу детского дома имени Католикова и коллеге Кольцовой Анастасии Георгиевне, социальному педагогу детского дома имени Александра Католикова. Просим вас подключиться. Ждем вас. Наталья Алимовна и Анастасия Георгиевна. Так. Угу. Мы пока подключим вашу презентацию, Наталья Алимовна. Да? Ага. Нет, пока не видим вас. Угу. Так, Наталья Алимовна, сейчас попытаемся наладить связь. По имени, да? Ага. Так, Наталья Алимовна, сейчас мы попробуем вам предоставить. Так, а здесь нет доступа. Так как Наталья Алимовна у нас модератор. Докладчик. Да? А тогда слайды не смогу представить. Наталья Алимовна, сейчас мы предлагаем вам подключиться. Со своей стороны пробуем технические возможности разные. Принимайте приглашение. Так, давайте так, Наталья Алимовна, если вы на связи, пожалуйста, напишите в чате. Может быть, не получается подключить видео, но если вы нас слышите, отметьте, пожалуйста, в чате, чтобы мы понимали. Угу. Так, Наталья Алимовна, вы есть. Я вижу, это, видимо, ваш плюсик. Просто не подписано. Так, слышите, видите, тогда мы ждем вас. Напишите, в чем у вас проблема. Если вы можете ее понять, напишите, какая трудность у вас возникла. Сейчас еще пробуем. Угу. Разные способы. Ага. Угу. Так. Угу. Ну, сейчас, уважаемые коллеги, вот небольшая техническая настройка. Ничего страшного, такое бывает. Все-таки мы работаем с вами на расстоянии. Ага. Наберемся терпения и подождем. Перерыв у нас будет. Перерыв будет. Ага. Сейчас мы ждем наших коллег. Угу. Да, уважаемые коллеги, вы пока видите и слышите нас. Мы... Да? Ага, давайте мы сделаем так, чтобы мы друг друга не задерживали, мы 10 минут дадим Наталье Алимовне подключиться вместе с Анастасией Георгиевной, а пока за эти 10 минут мы предлагаем отойти на перерыв, попить чай, перекусить, набраться сил на вторую часть нашего вебинара. Итак, мы встречаемся через 10 минут, сейчас 12 часов 17 минут, ну, давайте встретимся тогда в 12:30. Да? Значит, в 12:30 мы снова на связи. Угу. Наталья Алимовна, пока пробуем подключиться уже так, индивидуально. Все. Приятного отдыха 10-минутного. Раз. Ну мы включились. Ну, убери мое лицо, ради бога. Пусть будет. Не надо. Ты что, издеваешься? Я тебе сейчас твое поставлю вдвоем. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу
такой небольшой перерыв у нас за плечами. Далее мы работаем без остановки. И сейчас слово я предоставляю Наталье Алимовне Чеботаревой, которая нам поведает о роли наставничества в подготовке воспитанников и обучающихся к экзаменационным испытаниям. Каким образом может помочь наставник в этом, мы узнаем от нее. Пожалуйста, Наталья Алимовна, подключайтесь. Отлично. Ага. Добрый день, уважаемые коллеги. Как нас слышно? Добрый день. Ага. Мы рады вас приветствовать. И сегодня мы хотим с вами раскрыть тему, такую как роль наставничества в подготовке воспитанников детского дома к экзаменам и самостоятельной жизни. И начнет наше выступление Анастасия Георгиевна. Добрый день. Мы сегодня с вами поделимся практическим опытом по подготовке воспитанников нашего учреждения к экзаменам и самостоятельной жизни. С 2016 года наш детский дом сотрудничает с Всероссийским благотворительным фондом «Арифметика добра». Наше сотрудничество началось благодаря образовательной программе онлайн-обучения детей-сирот «Шанс». Данная программа направлена на оказание помощи воспитанникам 8-11 классов подготовиться по общеобразовательным программам государственной итоговой аттестации, подготовиться к поступлению в средние, специальные и высшие учебные заведения, определиться с выбором учебного заведения и профессии, а также развитие коммуникационных навыков. Работа в данном направлении – это системная работа. Сначала фонд организует индивидуальные онлайн-занятия на платформе в интернет-сети. Как же устроена работа в детском доме? Чтобы занятия или встречи состоялись, необходимо включение в процесс ребенка, педагога, менеджера и куратора. Воспитанников информируют о возможности онлайн-обучения, и они дают свое согласие. Далее куратор с воспитанником составляет расписание, после чего направляет его менеджеру. После составления окончательного расписания для учреждения воспитанникам приходит напоминание о занятиях посредством СМС-сообщений. В установленное время ребята подключаются на платформе к занятиям. Если ребенок опаздывает, заболел, уезжает на соревнования, воспитатель или сам ребенок сообщает об этом куратору, и занятие отменяется. Как правило, воспитанники занимаются по 4 предметам в течение недели. Помимо учебных занятий, ребенок может дополнительно общаться с сотрудниками фонда, что не менее важно для детей, не имеющих родителей. С целью развития коммуникативных навыков в теплой доверительной атмосфере на каждой встрече и занятии в течение определенного времени педагоги интересуются состоянием здоровья воспитанников, их настроением. В процессе общения также дети учатся ставить цели и достигать их, верить в себя и собственные силы. Программа «Шанс» комплексно влияет на детей. И для повышения мотивации в программу включены мотивационные тренинги. Менеджеры города Москва вместе с психологом трижды в город приезжают в детский дом и проводят для воспитанников в течение 2 дней тренинги на темы профориентация, финансовая грамотность, личностное развитие, развитие коммуникации, целеполагания. На тренингах психологи рассказывают об интересных жизненных явлениях и фактах, чем удивляют. Сначала ребята тяжело включались в процессы тренингов, прослеживалась очень маленькая активность. В этом году ребята проявили активное взаимодействие и включенность в тренинги, что отметили наши менеджеры. Так как программа «Очный тренинг» направлена на развитие жизнестойкости, необходимой для самостоятельной жизни. Также фонд предусматривает систему поддерживающих мероприятий для социализации детей. Формами системы являются кампусы и марафоны в городе Москва. Участие в марафонах – это еще способ формирования мотивации к достижениям у детей. Так наши воспитанники выезжали на массовые забеги в город Москва. Самые лучшие и старательные воспитанники, которые занимались регулярно по программе, отправляются в летний образовательный кампус. Это большой тренинг программы, вдохновляющий на дальнейшие личные и профессиональные успехи. В течение 8 дней участники кампуса погружаются в интенсивную работу, учатся финансовому планированию,
системной мотивации, эффективным коммуникациям. После лагеря многие дети говорят, что это было лучшее событие в их жизни. Последние 3 года на платформе введена новая система мотивации детей. Ребята накапливают так называемую местную валюту, юлиты, за то, что вовремя пришли на занятия, выполнили задания по занятию или по тренингу, или посетили все занятия, запланированные на месяц. После накопления определенного количества валюты ребята сами решают, обменять ли в виртуальном магазине на платформе на подарки, это книги, наушники, футболки, флеш-накопители, или в течение года бороться за то, чтобы попасть в топ-10 лучших и обменять юлиты на более ценные профиты в конце года. Чтобы помочь старшеклассникам выбрать будущую профессию, программа предусматривает такое направление, как арифметика успеха, которое заключается в организации онлайн-встреч с профессионалами из разных сфер деятельности. Ребята могут профессионалам задать интересующие их вопросы по данному направлению. Такое сотрудничество уже принесло положительные результаты. Многие наши воспитанники, которые занимались по данной программе, успешно поступили в вузы нашей республики и других городов Российской Федерации. Для воспитанников это не только учебная площадка для получения новых необходимых знаний, подготовки к экзаменам, но и возможность в плане подготовки к самостоятельной жизни. Так, наша воспитанница, занимающаяся по программе «Шанс», в процессе онлайн-встречи с профессионалом приобрела наставника в его лице, с которым она поддерживает общение в настоящее время в городе Москва, где и обучается. А подробнее о системе работы в данном направлении вам сейчас расскажет Наталья Алимовна. Но мы вам представили такой наш опыт, да, который непосредственно связан именно с подготовкой наших воспитанников к процессу обучения, к процессу сдачи экзаменов. Если у вас есть вопросы, мы на них можем ответить. И сейчас мы с вами перейдем ко второму нашему вопросу и тоже рассмотрим интересную и не менее важную тему. Это тема наставничества. Но мы знаем о том, что вообще история наставничества, наверное, уходит в далекое прошлое. Да? Даже в жизни великих людей были наставники. У Пушкина был в свое время Жуковский, да, который увидел незаурядную личность и талант поэта. Поэтому и в наше время, да, наставничество тоже является очень активной и довольно-таки интересной темой направления. В детстве зачастую роль наставников выполняют наши близкие люди. Да, это родители, бабушки, дедушки, тети, дяди. Но случается так, что нет человека, который был бы, можно так сказать, даже каким-то образом путеводной звездой. Да, и тогда на помощь именно может прийти наставник. То есть это направление, наверное, продиктовано временем. И в 2020 году в Республике Коми в рамках проекта благотворительного фонда «Арифметика добра» у нас был запущен проект по распространению технологий эффективного добровольческого наставничества для воспитанников и выпускников учреждений для детей-сирот под названием таким интересным «Импульс». А вообще это инновационная практика, которая позволяет каждому желающему в удобной, доступной форме получить именно специализированные знания, освоить навыки эффективного взаимодействия и подготовиться к наставничеству подростков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но какова же цель проекта? Это обучение технологиям наставничества. Кто такой наставник, мы, наверное, знаем, но еще раз можно нам с вами вспомнить, да? В какой-то мере это, наверное, социальный проводник, да, который взрослый, который успешный в профессиональной деятельности, способный к осуществлению связи между всеми институтами общества, оказанию помощи подростку, советам, делам, содействию в каких-то решении вопросов его жизнеустройства, может быть, бытового направления или трудового. Какая же его основная задача? Основная задача, то есть помочь нашему воспитаннику, да, нашим воспитанникам социализироваться, адаптироваться в обществе, освоить бытовые навыки, способствовать профессиональному самоопределению, сформировать представление о семейных традициях, что очень часто у наших ребят западает, оказывать поддержку в период проживания в учреждении и также общаться и оказывать поддержку после выхода из учреждения. Почему это так важно? Да? Почему важно наставничество для детей-сирот? Наверное, именно наставничество является действенной помощью, которая способствует становлению личности детей, их взрослению. Такой подход, наверное, позволяет обеспечить подросткам особое деятельное участие в их жизни
именно со стороны взрослых. А мы, наверное, знаем о том, что наши лучшие учителя всегда занимают место в нашем сердце, да, и мы их будем рады видеть всегда, даже будучи взрослыми. Да, тот же самый наставник. Кто же может стать наставником? Наставником может стать взрослый человек от 25 лет, который прошел обучение в онлайн-школе наставников и который предоставляет определенный пакет документов. Вообще решение стать наставником должно быть осознанным. В результате обучения, вот сейчас мы стали замечать, что происходит, наверное, естественный отток граждан, которые не готовы или не способны в настоящий момент стать наставником для подростка. Для осуществления работы по данному направлению наши педагогические работники, да, в частности мы, прошли обучение и получили соответствующий сертификат с Москвы. Как же происходит подготовка наставников? Кандидаты в наставники обучаются в онлайн-школе наставников в течение месяца. Проходят обязательную консультацию с психологом и также участвуют в очном тренинге, после чего они получают сертификаты. Затем наставники приглашаются на очное знакомство и определение потенциального подшефного, или по-другому его называют наставляемого, из числа детей-сирот. Формируются определенные наставнические пары, которые сопровождаются не менее 1 года куратором и психологом. Но вот то, что Анастасия Георгиевна сказала, в нашем опыте было и вот до сих пор, да, у нас есть такая наставническая пара, которая взаимодействует уже более 3 лет. На сегодняшний день в данном проекте, да, в Республике Коми выразило желание участвовать уже более 12 потенциальных кандидатов. Также мы сейчас тесно взаимодействуем и сотрудничаем с кандидатами с города Москва, да, которые также прошли обучение при поддержке фонда. То есть работа в данном направлении ведется очень активно и очень целенаправленно. Поэтому, да, если кто-то хочет стать желающим, хочет стать наставником, да, мы приглашаем к нам присоединиться. Ну и в конце нашего выступления хочется вспомнить слова Чарльза Диккенса. Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим. Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Уважаемые коллеги. Наталья Алимовна и Анастасия Георгиевна, большое спасибо вам за ваш доклад, ценный и информативный. Да? Я призываю всех педагогов, психологов, самих педагогов и всех вообще тех, кто нас сегодня слушает, каким-то образом к нему, да, присоединиться. Приложить, так сказать, свою руку, да, каким-то образом в нем поучаствовать. Вот. А сейчас тогда, Наталья Лимовна, да, спасибо большое, вы уже отключились, как раз об этом хотела вас попросить. Так как мы уже уходили на небольшой перерыв, да, Юлия Валентиновна об этом сказала, мы не будем организовывать его еще раз. Я надеюсь, что Виктория Владимировна, педагог-психолог средней общеобразовательной школы номер 3 города Усинска, уже на связи. Мы немножко раньше ее, да, времени выступления передадим ей слово. Виктория Владимировна, если вы нас слышите, мы будем рады вас увидеть и услышать тоже. Картинка, добрый день. Рада. Слышно ли меня и видно? Просто я себя вижу и слышу. Виктория Владимировна, я вас вижу и слышу, а сейчас в чате наши участники тоже отпишутся, поставят плюсики. Я тогда вас оставляю наедине с коллегами и отключаюсь. Спасибо.
Так, ну что, добрый день. Меня зовут Сажина Виктория Викторовна. Я педагог-психолог средней общеобразовательной школы номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов. Сегодня я поделюсь нашим проектом, который мы успешно реализуем уже с 2006 года. Я представляю вашему вниманию наш профориентационный проект, который мы реализуем в старших классах. Вообще профильное обучение мы реализуем с 2006 года. Старт ему дало открытие первый Роснефть-класс, который был открыт в Республике Коми, на базе нашей школы. Нашими постоянными партнерами является компания РН «Северная нефть», Ухтинский государственный технический университет, Государственная центральная районная больница города Усинска, Санкт-Петербургский технический университет и Северный государственный медицинский университет города Архангельска. Вообще цель нашего профориентационного проекта – это обеспечить качественную довузовскую подготовку для тех ребят, которые пришли в профильные классы, для того, чтобы они поступили на технические специальности, либо медицинской направленности, либо социально-экономической. Расскажу более подробно, как у нас построена профориентационная работа, и несколько слов скажу, как мы их сопровождаем в период подготовки к успешной сдаче ЕГЭ. Профильное обучение у нас осуществляется по двум направлениям. Первое направление профиль – это технологический, так называемый Роснефть-класс. И второй – это универсальный профиль. Он делится у нас на два направления. Это медицинское направление и социально-экономическое. Роснефть-класс основан у нас, технологический профиль основан у нас в 2006 году. И вот так вот выглядит наш обязательный учебный план. На углубленном уровне ребята изучают у нас химию, физику, математику, информатику и проводят преподаватели Ухтинского государственного технического университета, осуществляют довузовскую подготовку по математике и физике. И в обязательном порядке у нас проходят элективные курсы. Это индивидуальный проект, это черчение изучают, задачи с экономическим содержанием, уравнение и неравенство с параметрами, решение планометрических задач и профессиональное самоопределение. Расскажу более подробно про этот элективный курс, потому что я его сама веду у ребят в 10 и 11 классе. 2 раза в неделю ребята посещают элективный курс по профессиональному самоопределению. Сначала проводится стартовая групповая диагностика на выявление способностей, возможностей, интересов ребят. И на каждого ребенка потом создается индивидуальный профпроект. Это так называемая рабочая тетрадь. Если кому-то будет интересно, с удовольствием ей поделюсь. По итогам занятия построены таким у нас образом, что ребенок получает не только теоретическую часть о каких-то предметах, которые ему нужно изучать, правилах поступления, а изучать какие-то специальности или профессии. Каждое занятие мы проходим тестирование, либо диагностику, и ребенок вписывает туда свой определенный результат, что у него получилось по итогам диагностики. По итогам в конце второго года, то есть 10-11 год, они в течение 2 лет изучают, у них получается некая итоговая характеристика, которая отвечает 3 главным составляющим. Это хочу, могу и надо. То есть хочу то, чем я хочу заниматься, что мне нравится, могу, это какие возможности, способности у меня есть, и надо то, что в первую очередь будет востребовано на рынке труда, когда ребенок будет выпускник не 11 класса нашей школы, а именно выпускник уже института, чтобы на рынке труда он был востребован как специалист. По итогам 11 класса с каждым ребенком, как только они получают аттестат, приходят результаты по русскому и математике, с каждым ребенком проводится индивидуальная работа, осуществляется помощь в заполнении документов для поступления в высшие учебные заведения. Таким образом, мы уже знаем, куда ребенок будет поступать, насколько у него получилось. У нас уже тот мониторинг, который мы сдаем ежегодно, в начале учебного года, куда поступили наши выпускники, мы уже владеем этой информацией, потому что каждого ребенка в индивидуальном порядке отслеживаем. Также у нас ежегодно составляем план с Ухтинским государственным техническим университетом и, естественно, с компанией «Северная нефть». Помимо обязательных каких-то занятий, вот в рамках этого элективного курса по профсаму у нас входит еще и
обязательные тренинги на командообразование, где ребята рассказывают участвуют в различных мероприятиях, получают сертификаты. Ну и также у них обязательно происходит психологическое сопровождение тренинги, которые организует компания, и проходят обязательные профпробы на объекты в Роснефть, в Усинску, в Ухте проходит, в городе Москва. И такое большое хорошее подспорье – это профориентационные экскурсии вузы-партнеры компании «Северная нефть». То есть ребята приезжают и ходят на экскурсию в высшее учебное заведение, чтобы посмотреть, куда он хочет поступать. Это, конечно, очень помогает. Фотографии. Дополнительно у нас компания также поощряет ребят, которые являются отличниками в учебе, победителей и призеров олимпиад по профильным предметам физика, химия, математика, информатика, ну и победителям призеров конкурсов, смотров, социально значимых акций и мероприятий. Какие условия приема в 10-й профильный класс, Роснефть-класс? Это, во-первых, наличие аттестата об основном общем образовании со средним баллом не ниже 4 баллов, результаты ОГЭ по математике не ниже отметки «хорошо», итоговые отметки в аттестате по физике и информатике не ниже отметки «хорошо» и портфолио достижений по профильным предметам за последние 3 учебных года. Второй профиль, про который хочу рассказать, с 2014 года у нас функционировал медицинский профиль, медицинский класс. Но так как этот профиль не был востребован у нас в полном объеме, вот в 2018 году у нас возникла потребность создать универсальный профиль, который состоит из 2 направлений. Это медицинское направление и социально-экономическое. Вот так выглядит учебный план медицинского направления, называем его медкласс. Углубленно ребята изучают химию и биологию, и обязательно элективные курсы, которые поддерживают профиль. Это индивидуальный проект, это химия и здоровье, биология и медицина. Также 2 раза в неделю у них проходит элективный курс «Профессиональное самоопределение», и составлен совместный обязательный план работы с врачами государственной нашей больницы города Усинска. В рамках этого профориентационного плана проходит обязательно тренинг-игра, 45-минутная игра, которая может изменить жизнь ребенка. И также мы активно участвуем в совместном профориентации с медицинским вузом города Архангельска. В обязательном порядке ребята посещают, для них организованы профпробы в больнице, в различные отделения, проходят различные экскурсии для того, чтобы ребята видели, что такое работа врача. В обязательном порядке проходят и профпробы, и лабораторные, еженедельные, и практические занятия по биологии и химии. Происходит реализация совместных акций в рамках работы здорового поколения. То есть волонтеры-медики проводят различные мастер-классы для учеников нашей школы. В обязательном порядке проходят профильные олимпиады, ну и вебинары Архангельского медицинского государственного университета. Какие условия приема для того, чтобы ребенок поступил в универсальный профиль по медицинскому направлению? Это наличие аттестата об основном общем образовании со средним баллом не менее 4 баллов, итоговые отметки в аттестате по биологии и химии не ниже отметки «хорошо» и портфолио достижений по профильным предметам за последние 3 учебных года. В конце 11 класса у нас заключен договор с Министерством здравоохранения. Ребята, которые желают получить целевое место и успешно сдают экзамены, с ними заключается договор, и ребята могут выбрать 2 вуза на целевое место. Как выглядит учебный план социально-экономического направления? Вообще, почему это направление очень востребовано было? Сейчас, получается, на данный момент профессии социально-экономического направления, они востребованы. Поэтому возникла у нас такая потребность создать это направление. На углубленном уровне ребята изучают географию, экономику и элективные курсы, которые поддерживают профиль. Это индивидуальный проект, география и производство в условиях рыночной экономики, введение в менеджмент, задачи с экономическим содержанием, офисные технологии и элективный курс «Профессиональное самоопределение». В обязательном порядке ребята, которые
поступают по этому направлению, большинство ребят берут целевые места от МВД, Следственного отдела, прокуратуры, либо УФСИН. Также проходит обязательно тренинг-игра, 45-минутная игра, которая может изменить жизнь ребенка. Эту игру разработали с молодыми специалистами совместно с компанией Шлюмберже. Ежегодно ее реализуем. Кому будет интересно, с удовольствием поделюсь, можете использовать в своей работе. Мастер-классы, практические конференции, проекты – это также проводится в социально-экономическом классе направлении. Деловые игры, различные диспуты. Какие условия приема? Наличие аттестата об основном общем образовании со средним баллом не ниже 4 баллов. Итоговая отметка в аттестате по географии не ниже отметка «хорошо». Результаты ОГЭ по математике не ниже отметки «хорошо» и портфолио достижений по профильным предметам за последние 3 учебных года. В конце 11 класса, с начала 11 класса у нас проходит по отдельной программе, по отдельному плану психолого-педагогическое сопровождение ГИА, где прописан ряд мероприятий со всеми участниками образовательного процесса. То есть работа проводится не только с учениками, но и с учителями-предметниками, классными руководителями и родителями. Согласно плану проводится индивидуальная групповая диагностика, деловые игры, тренинги личностного развития, то есть где ребята в активном обсуждении самостоятельно для себя находят плюсы, почему не надо бояться ЕГЭ и как успешно его сдать, делятся какими-то своими достижениями. И раз в неделю проходят занятия, и все выпускники всегда не пропускают наши занятия. Проводится групповая работа, как я сказала, с учителями, классными руководителями и с родителями, законными представителями. Конечно, нам очень помогает то, что у нас в школе есть сенсорная комната, которая поделена на 2 блока. В первом блоке у нас проходят какие-то занятия, где нужно сидеть в кругу и проявлять активность. И есть вторая зона, которая зона называется как так называемая релаксация. Вообще после каждого пробника, например, диагностической работы, ребята приходят в сенсорную комнату, я включаю различную визуализацию, звуковую либо слуховую, и ребята просто лежат и отдыхают. Так вот выглядит у нас сенсорная комната. Также приходят сюда и родители, которые также иногда могут создавать как положительный настрой по подготовке к экзаменам, так и негативный. Поэтому очень важно настроить, в первую очередь, конечно, еще и родителей. Итог нашего проекта заключается в том, что по итогам, например, 11 класса наши дети подтверждают профиль, успешно поступают в те вузы, которые выбрали на бюджетные места и показывают высокий результат не только по городу, но и по республике Коми, сдавая экзамены по ЕГЭ. У меня все. Готова ответить на ваши вопросы. И если кого-то заинтересовали какие-то моменты, я с удовольствием поделюсь, что есть, расскажу, как построена работа. И буду рада, если вы будете использовать наш опыт в своей работе. Спасибо за внимание. Викторовна, добрый день еще раз. Просим вас пока не... Смотрите, есть вопрос, вы можете ответить на него, прокомментировать. Ага. Так, а вопрос где? Я должна посмотреть вопрос. Ага, вижу. Я могу его зачитать, если нужно. Либо вы зачитайте, если... Так, а вопрос я не вижу. Зачитайте, пожалуйста. Давайте. Значит, был такой вопрос. Какая ориентационная работа ведется с теми учащимися, у которых средний балл по основному общему образованию ниже отметки «хорошо»? Те дети, которые не приходят в профильные 10 классы. Вообще, в конце у нас элективный курс проходит вот в 10-11 2 раза в неделю, а для учеников 9 класса проходит 1 раз в неделю. И к концу 9 класса, наверное, уже где-то к февралю дети четко определяются, куда они идут. Либо они выбирают 10 профильный класс нашей школы, либо выбирают 10 класс другой образовательной организации города.
Либо, например, они уже идут в СПО, если их не интересует 10-11 класс. То есть наши выпускники к концу 9 класса уже четко понимают, я передаю, если, например, дети уходят в другой 10 класс другой школы, я передаю на них индивидуальную карту, какие у них интересы, возможности, способности и кем бы они хотели стать. То есть индивидуальная работа с каждым выпускником 9-11 класса проводится точечно, то есть и групповая, и индивидуальная. Поэтому легче видеть и знать, мы знаем, куда каждый ребенок у нас хочет поступать. Бывает такое, что, например, ребенок хочет в одну поступать область, а у него не получается, мы его ориентируем, проговариваем и с родителями, и с ребенком, предлагаем те альтернативы, которые будут наиболее благоприятны для него. Но если у ребенка, например, ниже среднего балла 4, они все равно в индивидуальном порядке проходят индивидуальное собеседование, они приходят со своим портфолио, со своими результатами ОГЭ, и нет такого, что, например, если ниже 4, и в индивидуальном порядке каждому ребенку индивидуальный подход осуществляется. Поэтому это все очень индивидуально. Не было такого, чтобы ребенок пришел, например, хотел очень попасть к нам в 10 класс, и у него, например, ниже чуть-чуть 4 баллов, мы его не взяли, он по рейтингу не прошел. Или наоборот, например, ребенок хотел пойти в другой класс какой-то, мы его, например, искусственно задержали, чтобы он остался. Все только, чтобы было комфортно детям, в самую первую очередь. Поэтому вот с 9 класса раз в неделю у нас и есть этот курс, где отслеживаю не только я как педагог-психолог, но и классный руководитель, и еще зауч по учебной и воспитательной работе. То есть на каждого ребенка заводится такая папка, где уже конкретно описываются все его возможности, способности, желания и куда он планирует поступить. Так, у меня все. Есть еще вопросы? Мария Викторовна, благодарим за презентацию вашего интересного, полезного. И благодарим за то, что вы вас прокомментировали. И мы теперь передаем слово следующему докладчику. Спасибо. Обратите внимание, уважаемые коллеги, Виктория Викторовна, мы прописали, да, что пользуйтесь возможностью, пока вот есть сейчас, проходит заседание, налаживайте контакты, устанавливайте взаимодействие с коллегами из образовательных организаций других территорий. Да, вот очень хорошая возможность. Поэтому пишите, звоните, пользуйтесь вот такой возможностью, не упускайте ее. Вот в чате есть возможность написать лично сообщение тому или иному докладчику, да, вот если кого-то заинтересовал опыт и хотите более подробно что-то узнать, попросить, спросить. Вот. Ну и также есть, наоборот, предложения для развития проектов. Тоже можно, конечно же, делиться. Спасибо. Ну что ж, хорошо, да, тогда мы передаем слово следующему докладчику. Наталья Владимировна Антипова, просим вас подключиться. Наталья Владимировна, педагог-психолог средней общеобразовательной школы номер 20 города Ухты. Школа с углубленным изучением отдельных предметов. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Все, передаем вам слово. Так, заявила, просим. Угу. Еще раз подключаемся. Здравствуйте. Так, да, хорошо, будет только звук, получается. Сейчас пока видео нет, наверное, соседнюю клавишу нажали. Сейчас меня видно и слышно? Так, все отлично, мы отключаемся. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хорошо ли слышно меня сейчас? Слышно? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы хотим поделиться с вами опытом психологического сопровождения программ профессионального ориентирования учащихся в современных условиях социализации и требований общественного рынка труда. Постановка проблемы профессионального ориентирования учащихся достаточно широко освещается не только в профессиональных информационных источниках, но и выведена как проблема государственного уровня
напрямую влияющая на безопасность экономического состояния государства и развитие экономики в целом. Проблема профориентации, безусловно, является общественной, так как именно от нее зависит состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения, возможность выявления талантов и направления их в наиболее подходящие сферы деятельности. Кроме того, одной из основных проблем профориентационной работы является преодоление или сведение к минимуму возникающих противоречий, которые существуют между объективными потребностями общества в достаточно сбалансированной кадровой структуре и сложившимися за долгие годы субъективными и профессиональными желаниями и стремлениями молодежи, которая не может или не хочет подстраиваться под реалии текущего дня. В таких случаях неизбежно возникают перекосы в спросе и предложении профессий на рынке труда, необоснованно завышенный выпуск специалистов определенных специальностей, несостоятельные рейтинги престижности профессий и многие другие. Таким образом, развитая и имеющая поддержку от государства системная профориентация должна решать все возникающие вопросы и существенно способствовать распределению людских ресурсов, определению оптимальных профессий по способностям, успешно заниматься адаптацией трудовых ресурсов к полученной специальности и заниматься трудовым воспитанием подрастающего поколения. Изучив имеющиеся информационные источники, а также опыт работы различных образовательных учреждений, социальных институтов, мы выделили основные проблемы профориентационной работы, которые являются так называемыми общими. Это отсутствие общепринятых однозначных образов профессионального успеха, неопределенные цели самоопределения в профессиональном плане, практически отсутствующее или очень слабое взаимодействие государства, органов образования, образовательных учреждений с профориентационной наукой, катастрофически недостаточное количество выделенного времени в школах, детских садах на знакомство детей с миром профессий, рынком труда и приучение к труду, отсутствие желания родителей и других заинтересованных лиц заниматься профориентацией детей на всем протяжении обучения и воспитания, малое внимание от различных социальных институтов к профориентации и ее проблемам, возникшие противоречия между общегосударственной установкой технологического и научного производства, недостаточные усилия системы образования на освоение соответствующих профессий в их наиболее актуальном и неустаревшем виде. В результате половина выпускников вузов, в общем-то, эта проблема наверняка знакома, наверное, каждому из нас, не только педагогам, большая часть выпускников вузов не работают по полученной специальности. Требуется системная организация профориентационной работы, профессионального и психолого-педагогического сопровождения человека на пути самоопределения. На практике же все держится на плечах отдельно заинтересованных людей, которые при всем желании не могут кардинально повлиять на ситуацию в целом. Необходимо делать упор на лучшие международные и отечественные практики, а также научный подход к профессиональной ориентации с учетом местных реалий и особенностей. Отсутствие профильного образования у людей, занимающихся профориентацией, большое количество, скажем так, как мы говорим, дилетантов, работающих для галочки, непонимание большого влияния и значимости профориентации для общества в целом и для конкретного человека в частности. Актуальность профориентации серьезно недооценена, что влияет на недостаточность выделенной на нее времени и слабую подготовку психологов, профконсультантов. Необходимость помочь личности сделать осознанный, самостоятельный выбор будущей профессии с учетом всех интеллектуальных, умственных, физических, моральных возможностей с одной стороны и имеющаяся потребность в определенных профессиях с другой стороны, вызывающая конфликт интересов. Наиболее вероятным путем к увеличению актуальности и роли профориентации в России должно стать увеличение степени вовлеченности соответствующих специалистов в процесс обучения и воспитания детей, начиная с детского сада и заканчивая выпускными классами. Долгое время проблемы профориентации исследовались и воплощались исключительно с точки зрения имеющейся профессиональной среды, оставляя в стороне такие важные вопросы, как личность школьника, имеющийся социальный заказ государства или общества на рынке труда, и печальными последствиями стали этого абстрактные подходы без учета желания и потребностей человека. Опыт реализации программ профориентационного сопровождения нашего образовательного учреждения убеждает нас, что не существует правильных универсальных путей профориентационного сопровождения и профессионального самоопределения.
Но существует проблема создания условий для поддержки самоопределения, саморазвития и самореализации личности учащегося, которая решающим образом влияет на профессиональное становление взрослеющего человека и успешную реализацию его профессиональных намерений. Для постепенного нивелирования общей ситуации с имеющимися проблемами профориентации школьников в нашем образовательном учреждении, понятно, что коренным образом эта проблема решится только когда проблема профориентации решается на государственном уровне, на республиканском и так далее. Да? То есть мы можем только нивелировать эти проблемы, свести их к минимуму. Можно выделить следующие мероприятия, которые должны использоваться комплексно и на протяжении длительного времени без перерыва. Это профессиональное просвещение школьников с целью расширения общего кругозора, профессиография, то есть изучение требований, предъявляемых различными специальностями к личным качествам работника при передаче накопленных знаний школьникам. У тех появляются знания и навыки, определение необходимости и востребованности специальности, перспективы карьерного роста, личностного развития, предполагаемой заработной платы, должностных обязанностей. Воспитание желания трудиться – это самое главное, наверное, да, сейчас, учитывая то количество времени, которое выделяется на трудовое обучение в школах. Это желание трудиться и выбирать наиболее необходимые обществу профессии с учетом индивидуальных характеристик путем профессиональной пропаганды. Развитие и совершенствование индивидуальных качеств школьника, желание трудиться, как я уже сказала, ответственность, чувство гордости за выбранную профессию, чувство долга перед окружающими, ну и все другие качества, которые вы хотите развить у вашего выпускника. Определение профпригодности для возможного прогнозирования овладения старшеклассниками различных профессий. Профессиональная диагностика для изучения личностных характеристик, значимых для профессиональных качеств выпускника и мониторинга профилизации. Результатом введения и поддержания подобных комплексных мер, которые реализуются в программах профессионального самоопределения, можно отметить значительное увеличение количества однозначно определившихся с желаемым направлением профессиональной деятельности детей, а следовательно, увеличением количества выпускников, избежавшим множества ошибок и успешно решившим проблемы профессиональной ориентации. Также хочется отметить все более возрастающую роль в реализации программ поддержки профессионального ориентирования школьников, таких специалистов, как педагоги-психологи, специалистов по профориентированию и, конечно, классных руководителей, которые знают своих детей именно в школе, да, как нельзя лучше. Рассмотрим спектр проблем, которые оказывают решающее воздействие на предварительный профессиональный выбор выпускников, ну и уже на выбор окончательный дальнейшем. Эти проблемы не являются уникальными для нашего образовательного учреждения. Я думаю, что эти проблемы существуют во многих школах и других образовательных учреждениях. Эти проблемы отражают скорее общие тенденции профессионального самоопределения современных выпускников. Печальным следствием как раз неправильного профессионального выбора стали абстрактные подходы обучающихся и их родителей без учета желаний и способностей человека. Это так называемые нестабильные всплески интереса к профессиям и труду, а также отсутствие навыков определения своих личных предрасположенностей и способностей применительно к выбираемым профессиям, затруднение определения и оценка своих перспектив развития в различных профессиях. Ну вот мы выделяем здесь еще такую, знаете, наверное, может быть, больше опираясь на какие-либо эмоциональные состояния наших учащихся, гнетущая необходимость сделать выбор профессии самостоятельно и нести за это ответственность. Увеличившиеся требования к выпускникам школ и их недостаточный уровень подготовленности к профессиональному самоопределению. Кроме этого, отсутствующая, либо, ну, мы все понимаем, да, что не во всех школах есть те специалисты, которые способны поддержать в профессиональном выборе учащихся, или их неквалифицированная помощь в выборе профессии для школьника. Отсутствие постоянно действующей программы для знакомства с разнообразными специальностями, рынком труда, его требованиями и потребностями. К сожалению, это такая возможность, вернее, создание такой программы, эта проблема существует и в нашей школе, поскольку не все организации, да, предприятия готовы сотрудничать, взаимодействовать, поскольку это, опять же, ответственность для того, чтобы пригласить к себе на предприятие или производство наших школьников для того, чтобы они могли ознакомиться с профессиями.
Ознакомившись с опытом профориентационного сопровождения своих коллег и оценив собственный опыт эффективности реализации программ сопровождения профессионального ориентирования, мы пришли к выводу, что основной ошибкой в разработке программ профориентационного сопровождения является отсутствие личностного индивидуализированного подхода и отсутствие принципа возрастной персонификации в профориентации учащихся. Часто программы профессионального ориентирования содержат единую концепцию профориентационной работы для всех уровней образования. Эта проблема встречается достаточно часто. А также бессистемную помощь в работе психолога школы, заключающуюся в основном в диагностических исследованиях обучающихся. Но если обратиться к трудам таких значимых педагогов-практиков, изучавших проблемы профориентационного сопровождения обучающихся, например, таких вот, я просто отдаю предпочтение этому автору, очень часто посещаю ее личные... прошу прощения, очень часто изучаю ее личный опыт, ее научные труды, многочисленные, просто очень часто встречаю в профессиональных журналах и могу рекомендовать вам вот абсолютно искренне этого человека, очень уважаю. Это Чистякова Светлана Николаевна. Можно с уверенностью говорить о необходимости разности подходов к психолого-педагогическому сопровождению программ профессионального самоопределения учащихся на разных уровнях обучения в школе, где, собственно, будет меняться как сама концепция таких программ на разных уровнях, а также цели и задачи психолого-педагогического сопровождения. Вот как раз Светлана Николаевна Чистякова, она разработала ряд методических рекомендаций, в том числе и программ профориентационного сопровождения школьников на разных уровнях обучения, и ряд методических рекомендаций, где она выделяет различные компоненты как раз вот психолого-педагогического сопровождения. И вот в первых-четвертых классах она выделяет следующие компоненты. Информационный компонент «Я знаю», знание школьников о собственных личностных качествах, индивидуальных особенностях, о труде людей, его значении, общее знание о профессиях. Мотивационно-потребностный компонент «Я хочу» – это сформированность положительного отношения к учебе и совместному творчеству, труду. Целеполагающий компонент «Я планирую» – сформированность у школьников понимания необходимости целеполагания и планирования хода и результатов деятельности. Организационный компонент «Я умею» – настойчивость в преодолении трудностей, способность успешно выполнять учебные и трудовые задания. Креативный компонент «Я созидаю» – это стремление школьника к продуктивной деятельности. Эмоциональный компонент «Я переживаю», умение корректировать и выражать свое отношение к себе и другим людям, к различным видам деятельности и поручениям взрослых. Или рефлексивно-оценочный компонент «Я оцениваю», умение смотреть на свою деятельность со стороны, контролировать и оценивать ход и результаты. То есть вы видите, да, что здесь она выделяет достаточно много компонентов. Далее, в 5, 7, 8, 11 классах она выделяет всего 3 таких компонента. Это когнитивный. И если мы даже будем сравнивать уровни 5, 7 класса и 8, 11, даже в этих компонентах есть существенная разница. Если, например, когнитивный компонент 5, 7 класса предполагает знание многообразия профессий, знание о привлекающих профессиях, требования к человеку, знание о состоянии собственного здоровья, то в 8-11 классе этот когнитивный компонент уже предполагает знание научных основ профессионального самоопределения, знание способов классификации профессий, знание формулы предпочитаемой профессии, знание пути реализации перспектив профессионального роста. Мотивационно-потребностный компонент в 5-7 классе предполагает осознание необходимости труда в жизни человека, понимание роли правильного выбора, представление о своих интересах, развитие важных качеств, таких как трудолюбие, дисциплинированности, представление о профессиональном идеале, то в 8-11 классах этот мотивационно-потребностный компонент уже перерастает в потребность в адекватном профессиональном самоопределении, осознании своих профинтересов и профессионально важных качеств, а также адекватную самооценку своих возможностей, и профессиональных качеств их, и перспектив их развития, сформированность системы личностно и социально значимых мотивов профессионального самоопределения. И последний компонент, который она выделяет, деятельностно-практический, он тоже имеет разные значения на определенных уровнях. В 5-7 классе это проявление профессионально важных качеств, трудолюбия, дисциплинированности,
интересов и склонностей в факультативах, кружках, занятиям по интересам, предварительный выбор. В 8-11 классах это уже сформированность обоснованного профнамерения, основного и запасных его вариантов, а также согласованность его с родителями, поскольку родители еще несут ответственность, да, за своего ребенка до совершеннолетия. Проявление волевой активности в профессиональном самоопределении, а также умение осуществлять самоконтроль, готовности к профессиональному самоопределению. Это очень и очень важно. То есть вы понимаете, да, существенное различие. Вот поэтому, к сожалению, вернее, для нас, конечно, к счастью, наши программы как раз вот педагогического и психологического сопровождения, они как раз различаются. То есть это 3 отдельные программы вот по таким вот уровням образования. Значит, ну вот мы еще столкнулись с такой значимой проблемой при создании программ профессионального самоопределения и их психолого-педагогической поддержкой. Это отсутствие системы оценки ее эффективности и результативности. Ну, поскольку мы знаем, да, в чем заключается разница между эффективностью и результативностью, здесь мы хотели бы отметить прежде всего оценку эффективности. Вы должны понимать, что ваши ресурсы школьные в профориентационном сопровождении учащихся не бесконечны. Вы должны давать оценку эффективности вашим программам. И вот в данном случае здесь за основу мы берем вот такие коэффициенты, в которых закладываются индикаторы. Мы как раз вот по этим индикаторам в соответствии с вот этими формулами, да, расчетными, оцениваем, насколько была эффективна та или иная программа. Для самостоятельной оценки учащимися школы своей профориентационной деятельности, поскольку это предполагает, да, рефлексию учащихся в профессиональном самоопределении, нами были разработаны рейтинговые таблицы. К сожалению, у нас нет возможности их демонстрировать, но через некоторое время мы разместим их на сайте школы, я попозже объясню, для чего это будет сделано. И если кого-то заинтересуют эти рейтинговые таблицы, как они работают, вы сможете и с ними ознакомиться. Эти рейтинговые таблицы участия обучающихся в профориентационных мероприятиях разного уровня, а также оценки их значимости для профориентационной работы. То есть учащиеся дают оценку не только своему участию в этих мероприятиях, но и насколько были полезны эти мероприятия для них самих. Эти рейтинговые таблицы в формате Excel определяют индивидуальный рейтинг каждого учащегося в системе профориентационной работы школы и класса. Происходит суммирование баллов по определенной шкале участия и ценности и подсчет баллов для выхода на определенный уровень, от бронзового уровня до золотого. Ну, понятно, что мы нацеливаем, да, учащихся, чтобы они активнее участвовали, принимали участие. От этого зависит и рейтинг класса, и рейтинг школы. И, естественно, мы всем им желаем добраться до золотого уровня. Показатели рейтингов также учитываются в оценке эффективности программ профессионального самоопределения обучающихся. Значит, основные индикаторы эффективности программы, по которым учащиеся дают оценку своей профориентационной деятельности, ну, как я уже сказала, да, содержатся вот в тех компонентах, о которых я говорила выше. Когнитивные – это познание самого себя, оценки своей личности, личностно значимых характеристик. Мотивационно-потребностный компонент – это уровни мотивации целеполагания в профориентационной деятельности. Деятельностно-практический компонент – это степень и активность значимости участия в мероприятиях по профориентационному сопровождению. Оценка созданных условий для самореализации личности каждого учащегося. Кроме этого, конечно же, нам бы хотелось подчеркнуть важность. Вот мы прям, ну, скажем так, выделяем, да, как такое, скажем, наверное, основную концепцию любой программы, да. Это необходимо понимать, что любая программа профориентационного сопровождения учащихся подразумевает, что в ней отражаются развитие всех направлений развития личности, профессионального, личностного и социального. Эти все 3 компонента связаны неразрывно, и вы должны это, уважаемые коллеги, очень четко понимать. Наиболее эффективными программами профориентационного сопровождения мы считаем, ну, наверное, может быть, как, скажем так, основное достижение нашей школы в профориентационном сопровождении учащихся, и мы этому уделяем достаточно большое внимание, это разработку программ лидерства.
которые разрабатываются на основе достижений учащихся. Эти достижения отражаются в портфолио обучающихся, которые они, ну, скажем так, копят, да, с 1 класса. И, конечно же, в индивидуальных образовательных маршрутах, поскольку в нашей школе, как и в других, да, образовательных учреждениях, и предпрофильное и профильное обучение, и, программы лидерства разрабатываются в тесном сотрудничестве с всеми участниками образовательного процесса и являются основными компонентами реализации программ и подпрограмм профессионального самоопределения обучающихся. Программы лидерства дают понять ребенку основную концепцию профессионального саморазвития. Не всегда человек, профессионал труда, может занимать лидирующие позиции, но он должен понимать ценность своего труда, уметь нести ответственность за его результаты, согласовывать свои действия с коллективными интересами, стремиться стать незаменимым в своей профессиональной среде. И вот основная идея такой программы лидерства, которую разрабатывают все участники образовательного процесса, что лидер – это прежде всего не тот, кто впереди, тот, кто возглавил, а лидер – это тот, кто сумел взять на себя ответственность. И вот это у нас проходит, скажем так, красной нитью через все программы лидерства. Кроме ИОМ, индивидуальных образовательных маршрутов, прошу прощения, индивидуальные программы лидерства содержат, как я уже сказала, содержат портфолио обучающихся, их личные достижения в различных образовательных и воспитательных областях. А также важнейшими частями программы лидерства являются индивидуальные планы психологического сопровождения. В эти планы входят программы тренингов, как индивидуальных тренингов, подгрупповых, так и групповых тренингов. Здесь каждый учащийся, ознакомившись с программой тренингов, вообще с программой работы психолога по профориентированию, он может самостоятельно, как учащийся, так и их родители, так и классные руководители, могут осуществлять рекомендательные какие-то моменты, либо сам учащийся выбирает самостоятельно из этой программы тренингов то, что ему необходимо, либо по рекомендации профессионального психолога, ну, то есть меня, да, или родителей, или классного руководителя, может быть, каких-то еще людей, которые имеют социально значимое влияние на обучающегося, он может выбрать, да, темы тренингов, в которые он может участвовать. Кроме этого, в индивидуальных планах психологического сопровождения есть участие, предполагается участие в мероприятиях совместно с психологом школы, то есть со мной, сопровождение медиативной службы школы, в общем-то, где учащиеся могут не только, так сказать, поучаствовать как медиаторы в школьных программах, но и получить необходимые навыки и знания в процессе коммуникации, взаимодействия, да, с другими участниками образовательного процесса. Вот, а также решить, может быть, какие-то свои личностные, ну, там, проблемы, комплексы, да, которые возникают периодически, в том числе и в школьных конфликтах, вот, тоже получить значимый коммуникативный опыт. Кроме этого, значит, есть также... предполагает эти планы психологического сопровождения участие в школьном самоуправлении. Пожалуйста, тоже не упускайте этот момент, уважаемые коллеги, это очень-очень значимо, когда школьники участвуют в самоуправлении. Это тоже стимулирует их в плане профессионального самоопределения. Кроме этого, предполагается планирование обучающимся тех мероприятий, в которых они хотели бы поучаствовать, что потом они, собственно говоря, и фиксируют в своих вот этих рейтинговых листах, когда они участвуют, когда они проявляют активность. А также есть еще, вот как я уже сказала, да, дневники рефлексии, содержащие вот как раз вот эти рейтинговые таблицы участия в профориентационных мероприятиях. Кроме этого, вот мне хотелось бы подчеркнуть, что в конце марта текущего года на базе нашей школы, как постоянно действующего семинара, будет проходить семинар по воспитательной работе, который будет касаться проблем развития школьного самоуправления. Он как раз и будет посвящен программам лидерства, их разработке, их сопровождению психолого-педагогическому. На сайте школы после этого мероприятия будут представлены примерные программы лидерства с их, опять же, оценка эффективности, с которыми смогут ознакомиться все желающие. Так что я приглашаю вас, ну, так сказать, получить вот еще один такой наш опыт для использования в вашей работе.
Эти программы лидерства, они, в общем-то, дают такой наиболее эффективный толчок не только в профессиональном самоопределении учащихся, но и в личностном развитии и самообучении каждого ученика. Основная проблема профессионального самоопределения – это реализация профессиональных намерений. Вот она как раз решается именно через программу лидерства. Создание, то есть она получает достаточно серьезный такой толчок. Создание программы лидерства доступно каждому обучающемуся, начиная с 7 класса, когда он накопил достаточно социального, коммуникативного и другого опыта, в том числе и опыта самоуправленца, когда он уже имеет достаточное количество достижений по итогам участия в мероприятиях различного уровня, ну, то есть конкурсах, спортивных соревнованиях и так далее. Ну и вот, что бы мне хотелось, наверное, отметить, основные, да, такие направления в работе, ну, потом вы поподробнее ознакомитесь на нашем сайте с этими программами лидерства, но мне бы хотелось отметить вот такие 4 важных таких вектора, да, в направлении, в работе психолога именно по психологическому сопровождению программ лидерства. Это, конечно же, прежде всего диагностика, да, ну, это общие такие векторы, да, приложения ваших усилий, уважаемые коллеги. Это диагностика личности, это сопровождение самопознания, саморазвития, самореализации личности, реализация плана индивидуальных тренингов, ну, и различных занятий, которые вы будете проводить в рамках профориентационного сопровождения, в том числе сопровождение рефлексии деятельности по профессиональному самоопределению. Ну и в заключение, уважаемые коллеги, мне хотелось бы сказать, что вся работа школы по своей сути, ее воспитательно-образовательная деятельность сводится к тому, что обучающийся в ней должен получить все навыки и способности профессионального самоопределения. Ну, согласитесь, да, что это так? Несомненно, огромное значение должно придаваться изучению психологии самоопределения. Только с помощью нее возможно комплексное решение остростоящих проблем профориентирования школьников. Эффективность профориентации выпускников школ может быть повышена путем актуализации субъективных желаний и позиций подростков, активным включением в важную для развития личности деятельность и стимулирования личного выбора интересующих профессий. Большим подспорьем самоопределению подростка будет составлением предполагаемого карьерного пути, вот как раз в тех самых программах лидерства, о которых мы говорили, который приведет к осознанному выбору профессии и осознанию факта, что он сам принял решение и готов нести за него ответственность, одновременно гордясь этим. Иначе, если такой выбор будет навязан сверху или сделан под влиянием сиюминутных обстоятельств, то не будет успешного самоопределения наряду с решением проблем профориентации. Профессиональное самоопределение – это далеко не только фактор выбора специальности, но и в том числе длительный динамический процесс формирования профессионала на протяжении всей жизни. Уважаемые коллеги, мой доклад окончен. Я жду ваших вопросов. Спасибо большое, Романа Васильевна. Наталья Владимировна, большое вам спасибо за ваш опыт. Я надеюсь, что все, кто заинтересовался им, свяжутся с вашим учреждением, будут с вами контактировать. Вообще всех педагогов-психологов призываю к тому, чтобы вы активно общались и в чате, и за рамками чата, за рамками заседания РМО, потому что вы, в принципе, сейчас можете эти контакты наладить между районами, между городами, между какими-то отдельными образовательными организациями внутри города, более тесные, чтобы работать вместе, сообща, командой между образовательными организациями и городами, чтобы нам действительно соединиться в это одно большое сообщество. Для этого нужно мнение каждого из вас, активность каждого из вас. К этому я вас призываю из заседания в заседание. Вам, Наталья Владимировна, большое спасибо. Можете отключиться. Я надеюсь, что если будут вопросы, обязательно с вами народ свяжется. У нас сейчас с вами будет... У нас сегодня будет выступать Елена Михайловна Коробейникова. Это победитель регионального конкурса «Пси-перспектива». Хочу сказать, что все конкурсы, которые запланированы, и «Пси-перспектива», и «Педагог-психолог» уже запущены. Региональные испытания вам предстоят в мае и в июне, а сейчас уже начнутся муниципальные испытания. Так что, если вы еще не получили положение о конкурсах вот этих педагог-психолог и «Пси-перспектива», спрашивайте в органах управления образования, смотрите у нас на сайте нашего центра,
И мы будем рады вашим работам, вашему опыту, тем более, что видно, что когда вы на заседании работаете, представляете свой опыт, он есть, он значим на уровне республики, в том числе и, возможно, вы на уровне России тоже этот опыт можете представить, если победите на региональном этапе. Сейчас слово Елене Михайловне, пожалуйста, профильное обучение. В принципе, если мы говорим о профориентации, о профильном обучении, мы все-таки не зря вот эти две темы, экзамены и профессиональная ориентация вместе идут в такой связке, когда мы мотивируем детей, мотивируем обучающихся на то, что им нужно сдавать экзамен не ради экзамена, а ради того, чтобы получить профессию или быть более глубоко осведомленным в какой-то области, которая ему интересна. И вот в этой связи профильное обучение, я считаю, что такая вот изюминка, которую нужно подхватить и пользоваться и в своей психологической практике, и вообще в жизни школы. Пожалуйста, Елена. Так, добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня уже много выслушали мы программ, да, и опыта работы по профориентации учащихся. Я и поделюсь небольшим опытом. У нас всего 4-й год данная технология работает. Это определение выбора профиля учащимися 9 классов на 10 и 11 класс. Так как наша гимназия является пилотной площадкой экспериментальной по введению федерального государственного стандарта, 4 года назад перед нами встала задача, каким образом мы обеспечим профильное обучение на уровне среднего общего образования в соответствии с индивидуальным, в соответствии с федеральным государственным стандартом. И в чем заключается адаптация 10 классов учащихся, если они уже учились в данном образовательном учреждении, они знают всех учителей, они знают своих одноклассников. Почему тогда так важен вопрос, как адаптация учащихся 10 класса? Такие вопросы мы перед собой поставили, и таким образом у нас получилась данная технология. Мы ориентировались на нормативную базу, это стандарты, конечно же, это закон об образовании и основные образовательные программы основного общего образования уже в соответствии с стандартом и среднего общего образования. Как педагог-психолог я ориентируюсь основными приказами от 2015 года от города Сыктывкара, также Российской Федерации, профессиональным стандартом деятельности педагога-психолога. Что дает участие педагогов-психологов в проекте по выбору учащимися 9 классов дальнейшего образовательного маршрута на уровень среднего общего образования? Во-первых, данная работа помогает обеспечивать психолого-педагогические условия реализации 2 программ, как на уровне среднего общего образования, так и на уровне основного общего образования. То есть на слайде у меня прописаны пункты этих психолого-педагогических условий в соответствии с федеральным стандартом, и практически данная работа, каждый этот пункт дает реализовать возможность. Также данная программа помогает охватить все направления. Это как и укрепление психического здоровья, это как и индивидуализация обучения, это как и возможность мониторинга способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей. То есть вот эти направления в соответствии со стандартом тоже данная технология позволяет обеспечить. Данная технология нами реализуется в форме проекта, который состоит из 3 этапов. Вот первый познавательно-моделирующий этап, он у нас сейчас уже в самом разгаре. Здесь у нас участвуют участники данного этапа. Это администрация, классный руководитель, психолог, учащиеся 11 классов и учащиеся 9 классов, как непосредственно самые главные учащиеся. Что сюда входит? Во-первых, проводятся с учащимися беседы о том, что они у нас в 10 классе будут учиться по профилям. Да, идет информированное разъяснение учащимся, что такое индивидуальный учебный план.
в чем их особенность. Дается данная информация дают зауч по учебной работе, проводит с детьми беседу, дает ему полную раскладку этих учебных планов, какие предметы обязательны, какие предметы они по выбору выбирают. И дети знакомятся с этим, также с родителями данная информация проходит. Приходят 11-классники, показывают детям презентацию своих профилей. В нашем учреждении несколько профилей. Это гуманитарный и литературный, с исключением иностранных языков, ГУМ-1. Гуманитарный исторический, в который включает больше предмет истории, обществознания. Естественно, социально-экономический профиль, естественно-научный и физико-математический. Вот каждый учащийся рекламирует свой профиль, рассказывает, как они на нем работают, какие основные у них приоритеты, в каких они участвуют в олимпиадах, конференциях, каких достигают результатов. То есть они мотивируют, рассказывают учащимся 9 классов, в чем особенность их профиля, отвечают на вопросы. Далее с учащимися проходит диагностика профессиональных предпочтений. Диагностика проходит в классе на бланках, потом учащиеся с ними знакомятся. Какие формы мероприятий у нас проходят? Вот как раз классный час с 9-классниками, круглый стол, да, на который мы приглашаем как раз 11 классов, диагностика, индивидуальные консультации с теми учащимися, которые еще хотят уточнить поподробнее, потому что многие дети, как одаренные, готовы в разный профиль пойти, и поэтому они выбирают, какой профиль будет наиболее перспективный в дальнейшем, потому что если по профориентации определились ли вы с профессией, 2 затруднения. Сомневаюсь в своих способностях или сомневаюсь в востребованности в будущем выбранной профессии. Ну и групповые консультации, когда они уже больше такие, с более похожими вопросами, уже примерно определяется профиль, также проводятся групповые консультации. Мы подключаем здесь не только педагога, психолога, но и учителей, которые будут работать на этом профиле. С родителями проводится несколько родительских собраний. Вот первое родительское собрание – это варианты учебных планов на уровне среднего общего образования и как помочь учащемуся сделать выбор. Данное собрание проводится у нас сейчас вот во 2-м полугодии, самым первым, и немножко шокирует родителей в том плане, что они думали, вы нам будете рассказывать о психологической готовности к экзаменам, а вы тут заучим, вы ходите и рассказываете нам про 10 класс. Тоже такая хитрость в этом есть, для того, чтобы уже психологически настроить людей на то, что основной государственный экзамен – это этап, который необходимо пройти успешно, но его необходимо пройти спокойно, достойно и понимать, что все это является подготовкой к продолжению обучения на среднем общем образовании, да, на новом уровне в гимназии. И поэтому такой момент, как подготовка к экзамену психологическая, что мы в вас верим, тоже является очень значимым. Какими средствами? Ну, конечно, мы нормативными документами пользуемся. Мы даем полную раскладку, информацию всю о вступительных экзаменах и испытаниях в вузы по возможности. То есть сотрудничаем и даем детям возможность познакомиться с этими сайтами, да, как бы учителя ориентируют. Используем атлас новых профессий, открытые уроки портала Проектория. В данном случае у нас данную работу проводит ответственный за профориентацию педагог, не педагог-психолог. Мы используем опыт учащихся 11 классов и проводим анкету-опросник с учащимся 9 классах. Также заполнять свой первый индивидуальный учебный план. Какие вопросы у нас включены в анкету 9 классов? Мы их спрашиваем, в какой сфере деятельности они предпочитают видеть себя, да, насколько она у них предпочитаемая сфера деятельности, какие экзамены они выбрали для
основного государственного экзамена, какие планируют сдавать уже в 11 классе, какие у них спланируемые способы подготовки, каковы причины, если профессия еще не выбрана, и варианты ответов, что не знаю, что выбрать, мало знаю о профессиях, не знаю о востребованных профессиях, не знаю о своих способностях и склонностях, или свои варианты ответов, какие образовательные учреждения, в каких городах они предпочитают, где они себя видят. И все это является такой хорошей полем для дальнейших бесед с учащимся, как классным руководителям, как родителям, так и учителям и педагогу-психологу. Для учащихся проводятся тесты по профориентации. Мы пробовали сотрудничать достаточно успешно с нашим городским психологическим центром, приглашали педагога-психолога. И также в данной методике у меня есть в электронном варианте, мы с ними проводим данную диагностику чаще как индивидуальная консультация. Учащиеся определяют свои внутренние предпочтения с тем, что показывают тесты, консультируются, решают, какой профиль они выберут. Результат познавательно-моделирующего этапа является понимание учащимся и родителям оснований, зачем им нужно выбрать индивидуальный учебный план именно уже в 9 классе, какое это значение имеет для дальнейшего образования у них. Также это готовит их к основному государственному экзамену, да? И также у нас уже получается в результате разработан первый вариант профильных индивидуальных учебных планов. Это уже больше нужно для администрации гимназии, для того, чтобы работать с педагогическим коллективом и формировать уже тот кадровый потенциал, который будет работать на профилях. Следующий этап проектировочный. Также участвуют у нас все участники первого этапа. И какие мероприятия? У нас идет собеседование с учащимися, еще раз мы уточняем. Групповые занятия и консультации проходят, индивидуальные консультации, дополнительные все мероприятия по профориентации. И самое интересное у нас проходит, это деловая игра «Защита профиля». Разработка данной игры представлена в методичке, которая на сайте гимназии есть, на сайте Республиканского центра есть, да, можете посмотреть. Интересная игра. Результатом, опять же, у нас является психологическая информационная готовность к принятию своего индивидуального учебного плана. Также дети получили индивидуальную психологическую помощь, да, в профориентации. И, в принципе, определена группа учащихся, с которыми нужна еще дополнительная помощь. Например, не все учащиеся хотят продолжить обучение в 10 классе, тогда у нас еще будут с этими учащимися дополнительные мероприятия, профориентационные, психологические мероприятия, консультации, например, чтобы они правильно вели себя и поступали в дальнейшем в колледже и в техникум. На рефлексивном этапе у нас проводится еще раз родительское собрание, профильное обучение на уровне среднего общего образования, когда родители уже видят учебный план своего ребенка, соглашаются с ним. И дальше у нас идет совет по готовности к экзаменам и заключительный этап прием заявлений в 10 класс. Ну, результаты у нас сформированы профили. У нас высокий уровень удовлетворенности учащихся и родителей подготовкой к экзаменам, да, и также сдачи экзаменов, ну и утверждены планы на новый учебный год. Так, зоны ответственности я пропущу, вы все с этим можете познакомиться, у каждого есть свой функционал в результате данного проекта. Я хочу вам рассказать о новом этапе. Когда профили выбраны, в начале учебного года, в этом году мы уже собрались, и мы провели работу с педагогами. Вот мы детей целый год ориентировали, и теперь нужно сориентировать педагогов, которые работают в данных профилях, как составить индивидуальную образовательную
траекторию учащихся таким образом, чтобы они действительно за 10-11 класс хорошее себе портфолио собрали и подготовились уже к поступлению именно в те вузы, которые они хотят. И таким образом, да, это как мостик вуз, правильно подсказывают мне. Мы напоминаем учителям, какие подходы к обучению одаренных детей, все-таки это гимназия, дети хорошо интеллектуально подготовлены. И мы рассказываем, что действительно вы в течение реализации своей программы используете все подходы к обучению одаренных детей. Это и ускорение, и углубление, и обогащение, и проблематизация. Не буду сдаваться в теорию, краткая формулировка всего этого есть. И дальше мы говорим, что важно детей настроить таким образом, что цель обучения у них – это получение удовольствия от учебы, от тех предметов, которые они выбрали, формирование своей внутренней мотивации, познавательного интереса, и чтобы все это работало на результат для будущего поступления в вузы. И мы предложили каждому учителю, работающему по своему профилю, составить индивидуальную образовательную траекторию с учащимся по таким вопросам. Провести с детьми письменно, зафиксировать вопросы. Почему ты выбрал этот профиль? Зачем он тебе нужен? Да, смысловое значение. Чему хочешь научиться? Какие интересные вопросы и проблемы по темам курса ты хочешь реализовать, то есть личностно значимое содержание. Составить карту планирования, то есть каким образом я буду защищать свой профиль. То есть в каких конференциях, возможно, будете участвовать, какой проект индивидуально вы будете защищать, какие для этого требуются результаты и какой будет предполагаемый результат. В чем будет заключаться помощь учителя или других наставников. И вот результатом данной беседы, как эффект такой получился, когда учащиеся 10 классов говорят, я понял, что у меня есть наставники, которые могут мне показать правильное направление, и я готов с ними сотрудничать. И адаптация в 10 классе как раз и состоит в том, что мы уже сотрудничаем с педагогами, а не опекают нас. Да? И мы вот из этого патронажного, когда контроля, уходим в партнерские отношения. И мы детям говорим, вы у нас партнеры, вы участники нашего образовательного, получается, процесса, участвуйте в этом. Дальше. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к экзаменам и профилактика девиантного поведения. Это как раз у нас, что дает нам данное сопровождение. Да? Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в результате, что вот это все дает. Мы об этом тоже учителям говорим. И в этом, конечно, большой у нас плюс. Литература вся представлена. Данный опыт оформлен у нас в методичку, и, который дает нам право как раз участвовать в данном семинаре. И я всегда показываю, что вот лестница успеха, на какой ступеньке мотивации к успеху сделать, где вы находитесь. И мы всегда с учащимися, и со взрослыми, и вот с психологами я всегда говорю, вы когда получаете новые знания, определите себя, на какой ступеньке вы находитесь. Когда мы говорим детям, что в лучшем случае вы должны быть хотя бы «я хочу это сделать» и задать вопрос, как мне это сделать. А кто-то говорит всегда, я вот на этом вопросе, я могу сделать, я это сделаю, это просто. То есть всегда трудно учащимся, которые на первой ступенечке, я не буду этого делать. Вот как раз формирование мотивации – самый важный момент. Мы должны подтягивать внутренние мотивации как себя, так и детей. Результатом данной работы является, конечно же, успешная сдача экзаменов учащихся на уровне среднего общего образования и резкий рост количества медалистов, как золотых, так и серебряных медалистов в гимназии. У нас за прошлый учебный год практически 46% учащихся были медалистами. И это был, конечно, хороший успех за счет того, что они занимались по тем предметам, которые им были важны.
Сейчас я передаю опыт об особенностях профориентационной деятельности в Республике Коми, в Коми Республиканской академии государственной службы и управления. Представит его Чарина Анна Михайловна, доцент кафедры государственного и муниципального управления Института высшего образования, кандидат психологических наук, ответственный секретарь приемной комиссии. Вам большое спасибо за внимание. Знакомьтесь с данной методичкой на сайте центра и успехов в работе. Рада всех приветствовать, многоуважаемые коллеги, дорогие единомышленники. Только помощь нужна, наверное, мне включить свою презентацию. Меня уже очень шикарно представили, но вместе с тем, что мне еще хотелось сказать про себя. То есть профориентация у нас даже в этом проявляется, что я помимо того, что ответственный секретарь приемной комиссии, я еще и работаю со студентами первого курса, еще являюсь их куратором. То есть вот такая вот преемственность для спокойствия и родителей, и самих ребят, которые приходят к нам в академию, она даже вот на этом этапе уже проявляется. Хотелось бы немножко, конечно, рассказать про опыт нашей академии, в каком плане. Мы, видите, тут подкрепились определенными такими заслугами, то есть наш опыт профориентационной работы, прям буквально его можно даже назвать профориентация под ключ, признан не только на уровне нашей страны, как вы видите, подтверждение от Волски с России в 2019 году, но и на уровне нашей республики, мы вошли в 100 лучших товаров Республики Коми, еще аж в 2014 году, то есть фактически наш вот такой вот опыт именно системный и комплексный, то есть уже с 2014 года ведется более, соответственно, 10 лет, и даже вот таким вот, шикарным моментом, как фонд президентских грантов, тоже нас поддержал и отметил, и проект «Профессариум», может быть, вы даже слышали, он очень так по республике активно развивался в 2019 году, сейчас у нас это новое название «Министерство лидеров», мы очень плотно уже с ребятами со всей республики в этом плане работаем. И буквально несколько дней назад завершилась сессия в рамках этого проекта. Конечно же, я думаю, что коллеги уже сегодня говорили о том, что профориентация, она, в общем-то, наверное, можно говорить о том, что сейчас, в современных условиях, она немножко отличается от той, которая была, условно говоря, вчера, как у меня на этом слайде обозначено, и как раз очень важные моменты, которые связаны больше всего с тем, чтобы наши молодые люди, могли адекватно социализироваться в современном обществе, в соответствии требованиям специалистов будущего и новым грамотностям, а также, наверное, основное, на что мы ориентируемся, составляли такую непрерывную для себя стратегию образования на 5, а то и 10 лет. Это основная идея и цель нашей деятельности Академии прежде всего, но не только, конечно же, нас одних, а обязательно во взаимосвязи, во взаимодействии с вами. Такие своеобразные профориентационные ловушки, они, конечно, существуют, несмотря на то, что технологии развиваются, мы с вами развиваемся, но вместе с тем, не всегда еще нам и интернет в некоторых наших муниципальных образованиях республики позволяет. Все-таки определенный такой информационный вакуум он присутствует. Про систему наставничества, если говорить, то здесь мы имели в виду, конечно, такое взаимодействие, может быть, с ребятами, которые у нас учатся в крупных вузах других городов нашей страны, и которые могли бы, возможно, где-то вернуться, поделиться своим опытом с нами. Ну и такая локальность профориентационной работы, то есть вообще цель основная сегодняшнего нашего мероприятия, нашей встречи, такой онлайн-сессии, она как раз заключается в том, чтобы мы с вами наладили друг с другом взаимодействие, и выстроили эту общую комплексный подход и общую систему нашей профориентационной работы, чтобы она не была локальной, чтобы не замыкалась на каждой образовательной организации, на каждой школе. То есть основная задача, сегодня уже с коллегами как раз обсудили, перед началом моего выступления в том числе, чтобы мы с вами, все, у нас цель единая, для нас важно с вами единое такое пространство создавать, и оно как раз будет очень многие из этих ловушек уже автоматически, снимать. Ну и, конечно же, профориентационные методики, безусловно, они существуют, но они потихонечку бывает, что и устаревают, поэтому, конечно, тут тоже важно руку держать на пульсе и, в общем-то, адекватно тоже все это отслеживать. Ну, я думаю, что эти ошибки даже нет смысла комментировать, потому что все они присутствуют,
да, и у ребят. И то есть наша основная задача их вовремя, да, сориентировать и направить именно, да, в то русло, где бы для них было более это полезно, и они бы смогли вот эту, да, стратегию своей деятельности выстроить. Поэтому мы в Академии это тоже, конечно же, осуществляем и делаем, то есть действуем мы на таком вот тоже очень уровне, ну, системном и научном, да, вот, и, конечно же, для нас, наверное, здесь очень важно, чтобы выработался вот такой вот именно осознанный подход к профориентационной деятельности и к пониманию ребят, чего они хотят и куда они стремятся, да, вот обратите внимание, тут на слайде как раз очень важные моменты нашей деятельности отражены. Вот. И, конечно же, это очень даже такие действенные глубинные методики, которые оценивают потенциал ребят, причем не только, да, ребят, школьников, но и их родителей. То есть у нас уже действительно такой вот существует семейный клуб, когда ребята вместе со своими родителями могут даже узнать, ну, не только свои, да, сильные стороны, но и стороны родителей. Вот. Ну и, в общем-то, какие цели мы прежде всего, да, перед собой ставим? Это, конечно же, вот такой осознанный подход к профориентационной деятельности. И прежде всего это узнавание самого себя, да, школьника, ребенка, на вот этой вот основе узнавания себя и самопознания, выстраивания профессиональных потребностей и ожиданий, ну и, соответственно, обеспечивание соответствующими ресурсами и инструментами, которые в дальнейшем помогут уже нашему молодому человеку, да, сформировать именно свою индивидуальную траекторию профессионального и личностного развития. Да, это вот как раз та самая стратегия развития, о которой я говорю, и в плане образовательном, в плане дальнейшей профессиональной деятельности. Вот, то есть он уже чувствует себя более уверенно на этом распутье, да, то есть он уже не на распутье, он уже точно знает, куда ему двигаться дальше. Ну и вот, да, это такое социальное проектирование, оно дает как раз возможность, да, осознанно человеку молодому понимать, для чего он, да, выполняет тот или иной проект, для чего он, да, входит в тот или иной кружок, как он может в дальнейшем свои сильные стороны использовать для карьерного продвижения и как он может быть, да, интересен на современном рынке труда. Вот. Ну и, конечно же, Академия тоже готова вместе с вами, со всеми сотрудничать, да, и в этом направлении мы уже действуем, да, и работаем. Вот. Ну и, собственно, в Академии, конечно же, есть такой широкий спектр направлений обучения, связанных и с управлением, и с юриспруденцией, да, и с экономическими науками, и тех, кто любит работать с документами, и с людьми, да, и даже зарубежное регионоведение. То есть эти у нас, конечно, такие достаточно эксклюзивные направления подготовки, поэтому, конечно же, мы с вами очень рады взаимодействовать и сотрудничать. В принципе, у меня все на сегодня. Если есть вопросы, то я так думаю, что, наверное, уже в письменном виде мы их будем обсудить, потому что время уже нашей встречи ограничено. Да, коллеги, благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, пишите, либо тогда уже через организаторов можно будет передать их. Я передаю дальше уже микрофон организаторам. Спасибо за то, что вы посетили наше заседание, что мы наконец с вузами начинаем взаимодействовать, сотрудничать, и, пожалуйста, воспользуйтесь этой уникальной возможностью. Анна Михайловна вот предлагает нам всем с Академией приходить в взаимопонимание и дружить. Поэтому не откладывайте в долгий ящик и свои профориентационные программы включайте в взаимодействие с вузами. К сожалению, СГУ у нас сегодня не сможет выступить, и по просьбе Республиканского института повышения образования, развития образования и повышения квалификации мы немножечко ужимаем наше время и вынуждены будем закончить вот прямо сейчас, поэтому вам всем, дорогие участники заседания, огромная благодарность, что слушали нас и что вы участвуете в обсуждении и перенимаете опыт, с которым с вами поделились педагоги, психологи
Усинска, Ухты, Сыктывкара. И очень бы хотелось видеть и другие территории нашей республики необъятной на заседании, и чтобы вы тоже представили свой опыт, потому что я думаю, что у многих из вас есть чем поделиться, не бойтесь, не стесняйтесь. И самое главное, что я вот сейчас в рамках работы Республиканского методического объединения жду, это ваши предложения, замечания, правки по поводу алгоритмов, те, которые вы получите в ближайшее время по действию сотрудников в рамках профилактики аутоагрессивного поведения. И все наши действия, и профориентация, и подготовка к экзаменам, психологическое сопровождение в целом, это огромнейший труд. Я думаю, что вы заслуживаете благодарности не только устной, но и материальной, поэтому будем с вами в дальнейшем работать над тем, чтобы работа педагога-психолога была заслуженной и авторитетной в образовательной организации, в системе образования Республики Коми, вообще на уровне всей государственной политики. Спасибо вам большое. Все вопросы ваши будут с ответами обязательно. Все материалы будут высланы на электронную почту отделов образования, органов управления образования, государственных организаций с итоговым письмом о РМО и выложены на сайт Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в разделе РМО. Так что посещайте наш сайт, скачивайте материалы, пользуйтесь на здоровье. Все докладчики готовы поделиться всем, что имеют по данной теме. Так что будем на связи. Звоните нам, телефончик тоже знаете, 301-357, добавочный мой 214. Ну и почта наша, отдел ППС, @mail.ru. Пишите, звоните, будем рады с вами взаимодействовать. Приходите, Пушкина, 89, город Сыктывкар. Всегда рады будем пообщаться, повзаимодействовать, поделиться опытом. И просто будем рады вас видеть. Спасибо вам всем. До свидания.